Россия ще поражение признать Тайвань, так куда дорогу вот. Цыган Трамп президент вала движение видите водой. И президент важный удать это наоборот и раз каш сans нюхаться дни حقيقة вот апалки يقول ما بغداد إيش تعبال يقتن إتساعد إراكية جيتن يروساليم بريزناتن تعبال تيجاكي يرتوس يروساليم يوا تعاصون تو إدراسين ودي يدو تنكرا دوكو ممدو تيجاعين Я еще президент 2 недели назад говорил, что Трамп выиграет. Вот так и получилось. دوكنز بولي Tom أوبت Tom Sasabin Россия Эрцеяла, ша Москва читую алецо. بولي опытный политик уя халкши президент уже первый хелсан واسخير واتسي سينس يراسي تسانسي уже حلقة سنة خير وات إنسقيش عاوي وي Кьячауар вялхер, более опытных, у Кьячауар, почему أصلا قيش Кьячауар? عاوي وي بارس Кьячауар, да, that's опыт по куду махаун. قيش باس قيش لا أخبار حتى إنترنت تكيوش حتى خير تعقات فرصة هي قيش عاوي الخدوق بارس سنادة قيش عاوي الخدوق أوردوق Ша дебо цада Эрцеда Вескаш Москва читую ша алецо. Он на как-то я ленивая искать эту информацию. Правда он так сказал? Или это у тебя такая шутка? Да. Это не шутка, он заявил такое. Он Украину махта ворюцу. Нет, кажется, у него свой план есть. Единицын подделать и согласиться на прощение. Конфликт будет заморожен. Лёха гнохчи читую баарец. Сначала Дагестане калибриш хакуш. Кайтер штигама. В случае ю доухер дос адверзитер духе дверзита. Но Дагестан, я его базяс морской пехоты там корабли шансан читаю он уже. Ну, кстати, он это днем предупреждение. Тесла хотел, что увидел. Ладно, шо? Можешь увидел. Это Трампу джихад сатвашевич. И тига бусолбна хбалца болит, бусолбна диком диаш сатваш дуту. Конечно. Все ради Аллаха. Tom se turbați, значит, такой Трамп, Tom se turbați. Ну, технически, но рисковать, то жестко и сатуры. Единственный способ потом, кстати, это ударить по Кремлю. Беспощадно. Что, естественно, يوم دي ده سواء اشتراكي اشتوام إمو يأخذ جينك وما يتعدي ده президент, во-первых, то есть там в Америке никогда решение не принимается. Он скорее начнет и внутренние преобразования. И рынки отреагируют, там устаканится, нефть подешевеет, Путин будет меньше денег получать. Иранин коуч уру, и скорее всего, насколько коуч увидит, вот это важно будет. Сильно. Прогноз, $100 Тесла.
Холцна, нефтин судьёцна. Нефтяные, надо глянуть, кстати. Ну, сейчас мы посмотрим. 74 وحبالله 50 وحبالله بوبوش سام دوش يش خديو صنعت короче дать. Цены на нефть в данный момент. Ага, мы посмотрим график. График у Хагой Перду вниз это идет, или вверх это идет, или... Вниз на $2 подешевел. Ну вот так, значит, отреагировал. То есть это чисто отреагировал на слова. То есть не на какие-то изменения. Не, там, короче, нефтемагнаты американские его Они реагируют, да? продвинули. Не, это реакция на слова рынка, на слова, на людей. А когда уже твои крышки открыты, американские, нет, уже реально пустить, то это будет уже реальная реакция. Дешевая нефть. Рынок уже отреагировал, биткоин даже вырос, рынок акций вырос. Странно, биткоин, почему вырос? Это странно. Это, наверное, потому что китайцы и русские за ним стоят. Иран, кстати, тоже биткоин стоит. Трамп, хотя интересно. А почему война кончится? Это потому что и Трамп, и вице-президент Джей Ди Ванс, они оба сказали, то, что Украине больше деньгами помогать не будут, потому что у них своих проблем хватает. Если американцы не будут помогать, то Европа им не будет помогать, а без денежной поддержки Запада долго не продержится. Без поддержки Америки, должен говорить, а не Запад. Запад, Европе выхода нет, не помогать. Мода, Саша. Думаешь, балтийские страны перестанут помогать? Не перестанут? Нет, конечно. Или скандинавские страны не перестанут помогать? Не перестанут. Так уже считайте пол Европы. Пол Европы, вне зависимости от Америки, не перестанет помогать. Возьмем самую угродящую Великобританию. Она перестанет помогать? Не перестанет. Франция, которая как бы отдельно от Америки, они перестанут помогать? Скорее всего, нет. То есть я не думаю, что еще... Они на 6 месяцев и так уже прекращали помощь. Там поддержки не будет ни финансовой, ни политической. Америка помогла Украине в 10 раз больше, чем весь Евросоюз вместе взятый. Там цифры вообще не Неправда. Неправда. Америка в сумме, Дельдол Герзду, кстати, не финансы, а именно Герз, 60 складов, там, она на 50 миллиардов, а Европа помогла на 114 миллиардов что-то. То есть 2 раза больше помогла. Плюс еще Трамп план был раскоши осетчу Европа и 50 миллиардов Украине долларов подготовки. То есть вот, там нету такого драматического этого шифта. Ну, сейчас правые партии в Европе начали тоже выигрывать, ты не забудь. И правые партии тоже против Украины. Правые партии партии счастья. Настоящих правых партий в Европе не пускают. Это все раскоши, там, агентуры, и халячество, которые они пропихивают, вроде этого Йорга Хайдера. Реальные правые партии, думаешь, им нравится, что Распи и Лукашенко завозит через Белоруссию всех негров этого Ближнего Востока и кидает через границу, что ли? То есть кто это такие? Они и правые партии реальные, там уже давно поняли, путинские. Тесла, с чего ты взял, что эти правые партии, которые побеждают, они спонсируются Россией? Потому что больше им нет спонсироваться. По крайней мере, например, правые партии кто тебе будет деньги давать? В Европе, где левориберальные эти полностью скажем так, контролируют все, и еще с Америкой это те либеральные чан связаны. Отдельно, самостоятельно, выделять немцу и предпринимателю корову. Да, если он даст мне каким-то правом, его через эти прессу вообще сомнут, фашизм возрождается.
Европа в каком-то смысле более под контроль взята, скажем так, этой левацкой шушерой, чем Америка. Америкам там две эти сущности борются все время. Ну смотри, много же местного населения есть, к примеру, правые кружки, там еще антиисламская партия Европы, точнее движение «Освободи Англию». Они же все местными спонсируются. Эти местные люди могут донатить им. Я не про не этот уровень, где народный уровень. Молодцу. Цан халхуа шугуй из обычно раскаш я ахшуа шалхуа. То есть там какие-то русские деньги. Бывает все время. А вы что посыл есть у народа? Конечно, есть на это изменение. Сейчас Зеленского замочат свою же, и потом быстро этот конфликт замнут. Буквально год максимум я даю этому конфликту, максимум год. Да там сложно вот так оценивать, не знаю, с чего ты взял, как там прогнозируешь и данные учитываешь это. Я думаю, все же в Европе огромное количество населения, которое готовы, имеет правые взгляды и готовы поддерживать, и не все эти правые движения, партии, они России спонсируются. России выгодно любое противостояние с каких-то сил в Европе. То есть и это им выгодно. Ну, да, они как через каким-то угодным способом пытаются поддержать таких. А так, да, народ надоело все это. Народ не хочет вот эти ЛГБТшные общие. Народ не хочет вот это, завозились мигранты под толерацией. На этом уровне тяц нет, это понятно. Но система настолько здесь как бы хитро, короче, контролируется этими руснявыми деньгами, что, короче, как только появляется что-то такое, сразу газ, халха, самый из них отвратительный, типа Липенцен, например, 10 миллионов моделей царства. То есть возьми вот Франция, это Липенин, а Путин с Ахштелем. Причем хуже. Возьми этого австрийский Ахштеля. Уже есть две эти страны, которые русскими спонсировали свой хуш. Так, а сколько войн хуш? Что там происходит под водой? Наверняка происходит очень много чего. Тесла, а вот ты какие силы искренне поддерживаешь, правые или... Я пока не вижу никаких сил здесь властвует такой левацкий капитализм. Нету здесь какой-то единой воли. Швейцар на своем у них себя на уме, они о себе Швейцарии заботятся. Скандинавы о себе заботятся. Каждый о себе. Но есть и общая повестка. И, конечно, вот они вредят. Мне кажется, они и созданы были именно вот с разрешения Америки. И создано было. Дальше им просто проблемна страна. Ее контролировать ее, чтобы она санкций придерживалась, например, и произраильские, или противокитайские, там, или противоиранские. То есть проблемно. А тут ЕУ, и там им сказали, они сразу на всю Европу санкцируются. То есть управление, Евросоюз. А поскольку его нельзя было без общей валюты создать, то им пришлось смириться, но общая валюта вредит доллару как бы. Они вот это не учли, общее европейское евро, оно конкурирует с долларом, они конкурент Швейцар, но, к сожалению, чтобы собрать ЕС в ЕУ, им нужно было разрешить вот эту конкурирующую валюту. С тех пор, как Вторая мировая война закончилась, с тех пор у Евросоюза, у всех стран Европы нет суверенитета, они полностью находятся под влиянием и контролем Америки.
вся Европа, она полностью в американских военных базах. Как эта война закончилась, с тех пор Да, у Европы своего слова нет. это русская пропаганда, это Не согласен, да, это русско-мирская пропаганда. Под контролем, ну, конечно, не полным, а таким соглашение шелша, аж идирду, а мы ответ иштирду бош. Германию, и все. Никакой больше европейской страны не находится под полным контролем Америки, кроме вот Германии. Хорошо, ладно, Тесла, смотри. В Германии, по-моему, около 70 американских военных баз, а в Америке сколько немецких баз? 0. Знаешь почему? Потому что Германия – это американская колония, и весь Европейский Союз – это американская колония. И ни одного слова они против Америки не скажут. Никогда в жизни. Опять. Германия 70, yinou подмен, заметьте, дыряешь, yinou подмен. Германия 70 базью, а потом вся Европа. Германию чудо куар. Германии Да любую европейскую страну возьми, там везде американские базы. Америка! Франция, везде, Бельгия, любую страну. Я Германию для примера привел. Это был пример. انت يقع подменять شو подменять Швейцарии شي مليون ارمي وصعب بازي كتير امريكانسكي اسكندنافيا صعب بازي انت и бьёхом Путин что и НАТО только сейчас они в НАТО вошли только сейчас Европа под Америкой под влиянием Норвегия, насчет Норвегии. Ты про Швецию говоришь, а что насчет Норвегии? под влиянием а вот Германия согласен, что она до сих пор, там 30 тысяч американских солдат, кстати, не больше. То есть на всю Германию не 30 тысяч американских солдат. Франция, американский базы Шухи. Но Франция не находится под американским влиянием. Франция активно еще со времен этого Деголя себя позиционирует как даже в пику США часто поступает. Тесла, почему в Евросоюзе нету ни одной... американские базы разместить? Германию подмена понятия и на Германию за всю Европу выйдет, что так не получится. Есть страны, где вообще с Америкой никаких отношений нет. Венгрия, например, или Сербия. Это тоже Европа. Черногория, Сербия, они под российским влиянием находятся, поэтому я тебе про Западную Европу говорю. Стоп, Черногория не находится под Черногория как раз таки западная, Сербия находится под российским влиянием. Кстати, там российских баз нету в Сербии. Да, Путин российских баз нету в Европе. Вот видишь? А почему говоришь, Путин вывел Тесла? Почему Путин вывел российскую базу из Сербии, Кубы и Вьетнама, которые Ельцин держал, и из-за которых еще Ельцин говорил, что он очень плохо поступил, что он, несмотря на самые эти сложные положения в стране, спонсировал и держал эти базы, а Путин их сдал и убрал. Потому что Путин оккупант, поэтому. Например, за 1000 километров, что он там будет держать? Вот этого задрипанного Кузьма Еритери. Смысл, наверное. Или, наверное, от Америки что-то получили в виде технологий, может, каких-то, ты говоришь, или что-то какие-то, вы нам это, боже, просто так не даться. Или вы позволите нам туда-то деньги, или что-то там, это, боже. Непрерывно идет торг между державами. Путин – это ГБшная сволочь, она не просто так ничего не делает. В этом интервью американцу Путин же говорил, что в начале 2000-х был этого американского президента звали, он предлагал ему типа вот так полутоном, а можем ли мы вступить в НАТО? Я сам слушал твой ложь. Путин врет, он не предлагал вступить. Евросоюз даже он говорил, он не предлагал вступить в НАТО, он говорил, что союз НАТО Россия. Типа, чтобы половина голоса имела Россия и половина страны НАТО. Не просто, например, Турция – это участник НАТО.
член НАТО. И сама Россия тоже могла стать членом НАТО, но русский величественный народ, мою, в кавычках, короче, которым больше всех надо. Поэтому Путин говорил, то есть вы Европа, и мы Россия, и голос хилит НАТО больше. То есть он хотел НАТО обвести, облапошить и стать какой-то там решающий голос страной, короче, в НАТО, короче. Эти сказали, обычной страной можешь стать, короче, и все, если не хочешь, иди к черту. Тогда А почему он, типа, не может иметь такие стремления к мировому господству, доминации, как США, на равных или даже больше? Вне нашего этого влияния аж сагмовать и судить, который говорит, этот имеет, этот не имеет больше. У кого есть сила, тот и берет. То есть у США есть сила, поэтому они забрали это. А русские – это люди, у которых этой силы нет, но они пытаются это сделать. Но и не русские это даже, а банда Путина, скажем так. В системе люди хотят отобрать эту мировое господство. На чем должно быть мировое господство русских основано? На воровстве, казнократстве. На мировой водке. В лаптях и воровстве технологий. Не, ну воровстве, казнократстве, да, ее цель, фишка, да, еще вывозить на Запад. Тещи там, жены там, дети там. Они здесь как бы зарабатывают деньги. Если вы не дадите нам захватить мир, то вы никогда не получите наши балалайки и лапки Божьи. Иди видел, что продвигаться шараски ни технологически ничего не дали миру абсолютно. Это копировальная империя была, Советский Союз и царская Россия вообще не просто копировальная была, а была прямой этой завод, англичане, французы, те заводчики, им все делали. То есть они тут даже сами ни при чем были. Космические технологии откуда им эти латвийцы, что ли, подарили? Космические технологии откуда Советского Американцы это были. Американцам тоже, кстати, немцы технологии. Вернер фон Браун, американцы. Космос, кроме России, никто не летал. В 1945 году тех немецких инженеров, Кербяхкан был в советской оккупационной зоне, их вывезли в Русню, и в Ленинграде, где острове, где они там делали вот все эти. Да. Они строили все, и все. Там у Раски было нулевое вообще состояние атомного и ракетного науки. Вообще ноль. То есть бог-боч. А эту отрасль ее надо десятилетиями развивать. Понятное дело, что они... И американцы тоже, кстати, но в меньшей степени, конечно. А вот нацисты же, они же... Алла. Я сейчас своей женской логикой, может быть, сейчас глупость здесь скажу. Я, знаете, всегда о чем думаю, когда вот Россию всегда на задворках держат. Мне кажется, что во времена Холодной войны вот этот вот Советский Союз бывший и вот этот блок Советского Союза в Европе как-то настолько изолированно жили, и пока мы и были в этой изоляции от остального мира, кроме вот этих некоторых стран Африки, где Россия пыталась, и была, правда, тоже у нее было свои сферы влияния там. Мировой рынок, биржа мировая валюта, эти ниши все захватили западные страны и Америка. Сейчас как бы Церкараю и все эти сети и эти нити, которыми они управляют по миру, вот этим вот, даже мировой банк Церкараю. И поэтому Россия так и осталась теперь на задворках, когда все финансы идут. Ника, ты не права. Они все это сделали. Они и интернет, и кибернетику, и все эти технологии, все там только делались.
В России только воровали и ничего не делали. Ну, Россия ну все вот время я воровала. А нам рассказывала в своей газете «Правда» и по Первому, Второму каналу, что вы, русский народ, самый талантливый, вот мы космос, вот мы там это, боже, там целый отдел ГИБНИ сидел из десятков тысяч, сотен тысяч сотрудников, которые занимались воровством технологий. Сан Мелчо подлянки нахаем, когда в каком-то году, в 82-м, по-моему, стали вот этот гигантский вот газовый вот этот газопровод в Европу провалили во Франции, качался и на царе. И ешена, вот этот весь гигантский этот проект требует вычислительной техники и вентиль сейчас, шволшах, короче, давление в этом поддерживать, вот там должна быть сложная система, программа, чтобы за этим следить, короче, и вентиль, чтобы давление равномерно распределялось на этом гигантском. Вот. Поскольку они такое создать не могли, в тот момент у них и не было, они собирались это все украсть. У американцев, конечно. Что эти Канаде, эти дулопроводчики, у них был этот софт и вот это железо. Они украли, но и украсть, хуже, американцы им подлянку сделали. То есть с этим, эта программа была такая, вирус, можно сказать, по тем временам, это назовем это вирусом каким-то. То есть специально испорченная была. Они установили эту программу, и у них там несколько месяцев качался этот газ, и потом внезапно это сработала, эта вещь, и произошел гигантский взрыв. Массу вентиль, короче, чудовищный взрыв газа произошел, нанося там просто такие убытки колоссальные, больше, короче. То есть СССР все время воровал. Он воровал. И с Китаем делал, что бы. Вот это тоже то же самое он делал. Знаешь, десятилетиями. Ну, извини, воровать и это применять тоже надо уметь. Чтобы это украсть и потом это применить, тоже надо уметь. Да, я поэтому помещаю их на второй. Вот есть 3 типа стран, вот я их категоризировал так, короче. Те, кто вот создают технологии, станки для производства чего-то. Те, кто у них вот этих стран первого уровня покупает эти станки и тоже создают какой-то продукт, это как Турция, к примеру. И страны третьего категории, которые не способны сделать. То есть они не способны купить станки и что-то создать, копировать. Даже вот второго не ищите еще. Это, например, арабские страны, там, исламские, такие, страны еще. Вот ищите африканские. И что ты говоришь, делиться, что такое СССР вот представляет вот классическую вот это. И он, кстати, в третью категорию как бы спускается, где он это только нефть продавать, вот Эмират, в третьей категории, балансировать все еще он страна второй категории, они производят и тяжелая промышленность есть, и какие-то машины делают на немецких станках, на там, японских станках, то есть свои они не производят давно уже. Ясно, ты утрируешь чуть-чуть. Военные технологии в России очень сильно развиты. Ты ее не можешь в страны третьего мира причислять. Они истребители 4+ поколения создают. Эти Знаешь, военные технологии... Зайди в интернет и эти все ракеты, которые украинцы сбили, которые не взорвались, там в одной ракете 95% американских там и вот этих западных микросхем, там вот этих сервоприводов, то есть там ничего нету в России. Просто нету. И то же самое с русскими этими истребителями, там, этими самолетами, там тоже. И я тебе только что сказал, что вот эти самые русские, вот эти сухие, это все делается на немецких, там, на АББ, там, каких-то, я не знаю, шведских станках японских. Там нет вообще станков, произведенных в России, которые что-то там делают. Может, есть какие-то там на пумпы собрать там на задворках, чтобы что-то выдавливать, передавливать, перекачивать, но позиционные, precision станки сейчас нету там вообще. С 70-х годов Советский Союз покупает артиллерийские стволы щещел, станки сейчас у Австрии покупает. Сейчас он сам не делает, он не может их делать. Вообще. То есть он что-то Сатурн вылетит, но ее либо разорвет, либо она будет там на 500 метров туда-сюда гулять, короче, до плюфтелши. То есть с 70-х годов Советский Союз исключительно покупает станки для производства артиллерии до сих пор.
Только в Австрии, дальше, видимо, дали разрешение продать, или как-то там, не знаю. А вот, и, кстати, вот и он, и Барган, видите, сделал кши, вот вы нам продадите станки, которые, чтобы мы свои артиллерию могли сделать. А американцы, хорошо, тогда убирайте там базу с Кубы. То есть уже что сделал кши, переоценивают мои. Россия это страна второго мира. Она не является даже близко генератором технологий. Никогда не являлась даже. Никогда. Как не являлось? Ты бред какой-то несешь. Они космическую станцию в космосе построили. Сколько в мире стран, которые смогли это сделать? Пусть они это скопировали или еще что-то. Сколько стран, которые смогли в космосе построить космическую станцию? Просто назови. Нисколько китайцев, которые тоже, кстати, с них скопировали это все. Ты имеешь в виду, вот, и на базе этого они рванули, и потом раз в лужу сели, когда это все закончилось. Посмотри, в Германии, например, вот у них эта промышленность была, она так и осталась. А здесь она была вот искусственно Советского Союза, команда административным методом воздвинута, и они, естественно, что-то производили. А железные занавеси они бахметтигмаяти, они что-то продуцируют. Но они гигантски проигрывают свободному миру, который вот всегда вот эту технологию развивал. Я согласен, что Советский Союз там какие-то самолеты делал, рекордщик, кто счел в 60-е годы. Там эту станцию это сделал на этих немецких технологиях. В космос полетели, эту бочку железную туда установили. Ну и что? В результате было. Куда это все делать? Если это же люди, они должны были остаться, это все же должно было остаться, передаться другим, следующему поколению. Почему народ моментально оскотинил? Добавить Потому до что нет Мегадари, культуры производства. добавить до Мегадари. И то кечил машинкец, еще на заре телефонизации машинки, даже этого они не изменили. Не смогли изменить, переделать, что-то придумать. Нельзя недооценивать потенциал России как страны второй вот этой категории. То есть они могут купить молодежь, студент, профессор, нет научных кадров, что нельзя недооценить их потенциал, что они могут семьи станок Тайваня, микросхем, какую-то военную эту сделать. Могут, конечно, проблемы. Просто все, я могу это сделать, проблемы очень. То есть это не есть что-то такое, но, собственно, технологии продуцировать, и они не продуцируют технологии. И, конечно, они и со всего, и Сау-Палоша, они и Искандеры будут делать, они и истребители будут делать. Это все, конечно, будет всегда на одно-два поколения отставать. Либо под гражданский элемент шауша, трехэлементной базы, оно будет менее надежным и менее сопротивляться там. В космосе у них спутники сразу дохнут, все хорошо модельные, потому что американцы не дают технологии, защищающие от космической радиации. У американцев там Voyager до сих пор летит. Сколько времени прошло. То есть, это атомная промышленность, которая, да, то есть у России есть технологии, есть какие-то узкие ниши, где они поддерживают себя хоть как-то. И есть худо-бедно функционирующий худо-бедно функционирующий университет. Но она всегда страна второго. То есть она не генерирует что-то новое. Россия единственная страна, у которой есть атомный ледокол в Арктике. Кроме России, атомных ледоколов в Арктике ни у кого нет. Все Они не нужны таким странам. И вот это, в этой связи, Элдо, да, что есть у России есть наука там и так далее. Ну, естественно, как и у любой другой страны, тем более Хоккейром, он всю жизнь Запад их за уши таскал, все, что возможно, делал для них. Юцер, умы есть какие-никакие. Умы есть, тем не менее, АМЛР, вот что-то не получается все время, вот что-то не так. Возможно ли, что вот именно коррупция в этом виновата? Именно коррупция. Вот что есть, или же... Пока будут чубаевцы, все будет хорошо.
Коррупция, Да, конечно, он не истлен, коррупция бяхтиё, но коррупция же следствие. То есть нет такой вещи, которая в стране появляется сама по себе и называется коррупция. То есть коррупция – это отсутствие системы этого, демократической системы управления или жесткого контроля. и Хотя вследствие коррупцию можно этого искупить двумя мотивация методами. общества, да, как бы, ну, вообще в Нет, целом. есть два способа устранить коррупцию. Шиши способы. Я за всю историю, если мы проанализируем, либо нам попадется очень такой, скажем, умный и последовательный патриот-диктатор, который жестко, взяв власть, короче, никому не отдавая его, начинает сам в ручном режиме. То есть для этого страна должна быть небольшой, то чтобы он каждый вопрос мог, короче, успеть посмотреть, где там воруют, кого нужно поставить. То есть небольшой страной, как вот этот Иосиф Брос Тита со своим Югославией, классический пример, сумел, будучи диктатором, полностью эту страну на промышленные сделать. То есть в Европе она была достаточно богатой, туда и с других стран ездили вещи покупать, отцовцу, короче, и наладить. Но он был вот именно в ручном режиме, он это делал. А есть второй способ, когда ты не проблема из вот такого системы, что и так вельма вельми, там может появиться другой человек, который пьяница, алкаш или дурак, и он это все опять это приведет к хаосу. Недостаток. А есть способ системой, то есть люди, общество создает систему, которая контролирует друг за другом, какие-то правила, независимый суд, парламент, и царь Волшер следит еще, что классический Западной Европе, Волшер следит еще, коррупцию постоянно давит, не дают ей даже вот на сантиметр голову поднять, она всегда находится подавлена. То есть, тоже будет конкуренция, а что наука развивается или технология, там нужна конкуренция. То есть коррупция – это последствие конкуренции, правительству, тендер, лошадь, а царь дикий мацахайхон. То есть нету конкурентности. Там Lockheed Martin и Boeing Волша прислушаю, чтобы получить этот миллиардный контракт, и они какую-то технологию, эти свою, они там, их инженеры с 24/7 не спят дома на работе, чтобы чтобы их фирма выиграла вот этот контракт. Короче, Lockheed Martin фантастику Tesla. Просто пример приводить пишу. Что где есть конкурентность, где есть независимый суд, парламент, там есть конкурентность. А конкуренция заставляет людей только так прогресс получается. А коррупция – это просто последствие отсутствия этого демократической власти, из-за этого Конечно, коррупция виновата, но не сама по себе. Коррупция – это следствие, что в России есть. Путин Хаймавилов, вы соглашены? Да. У Путина был шанс, наверное, этим самым супер аскетом, диктатором сделаться. Но он своих друзей миллиардерами сделал, ГБшников всех миллиардерами сделал, вплоть до капитана. И, естественно, так. Тут уже Капитана чего? Вплоть до капитана миллиардерами. Единственная цель – это сохранение власти, то, в принципе, понятное дело. Хаймавилов, вы соглашены? Мовить. Да. Вы согласны? Молодец. Валик конкретно. До кого шубоя? Да. Еще что за развал России, просто я здесь. Затянулось это все. Нефтедоллары держат на плаву, нефтедоллары. И Трамп, о котором там всякие эти идут, может, он явится такой ахиллесовой пятой этого всего, который разрубит этот узел. С чего ему вдруг разрубать этот узел?
Ну, я мотивация не знаю, есть. с чего бы это. Вот в том-то и дело, вот с такими мыслями это все же начинается. С чего бы им, раз, все, именно вот что неожидаемо. Мне кажется, все-таки может он явится как персоной, который точку поставит на всех передрягах, короче, скажет, ребята, короче, вы что-то заигрались, ну нахер все по местам, короче. Руська, он Не, не Искандер, подаст. им выгодно, пока идет война, они там в целом нормально себя чувствуют, и Знаете, украинцам выгодно, в долг невыгодно, оружие что продают. и без этого нормально, аж говоришь, вообще выгодно, невыгодно, необходимость. Но еще более выгодно их И то бы была военно-промышленному бойца комплекс. общей Америки до лампочки, еще по кайфу аж будешь. И шорт прибыли уж, я не верю в эти сказки. Наоборот, Как не видишь, там выгодно, да, Украине в кредит, в долг миллиардами, наш дух платил. Это им огромный плюс, они себе кредиторы создают. Да у них и так покупают, у них и без Но этого сейчас еще покупают. больше будет, понимаешь, ты стал бы отказываться от лишней прибыли твоего бизнеса? Нет, конечно. А лишней прибыли никому не бывает, тем более таким капиталистам. Согласен. Война в Украине американцам очень сильно помогает в том смысле, что представляет из себя современная война, какой герц там нужен, как надо все это перераспределить. Представьте, что американцы столкнулись с этой проблемой дронов, что и старой армии, по-старому построенной. Это просто такие для их военных, для их этих компаний, для них идеальное это место, чтобы Америка дальше оставалась лидером в вооружениях, в тактике. То есть они вот свою армию приспосабливают. Смотря на опыт Украины, наблюдая, как там происходит, они ее именно под это затачивают в данный момент. Да, мне кажется, сегодня и без этого весь мир прекрасно знает преимущества, например, того же Lockheed Martin и так далее. Не, например, проблемы при FPV дрон ждать, как с ними бороться. До сих пор у них там есть множество компаний, там запросов от этого. Ну, как с этим бороться? Это реально проблема. Тесла и дроны, шум инзери опасны, гердмаду любой пачан любой таган президентан вунагди цахалуют. Ну, не скажем, что президент опасный, да, именно на линии фронта опасный. Эти литиевые аккумуляторы, они же на сколько там, километров на 10 бьем, на 20. Там самолетного типа, до 50, там множество проблем все-таки. Это играет значение именно Салтишин, но президент Шинцана много даться, там банально просто не долетит. Если будет и долетать, то медленно. Не, я в плане диверсанта, допустим, диверсант, дроны цан любой, пачан любой, вунак делов ахты, Да, дрон случайно сброс. согласен. Вместо того, чтобы вот эту снайперские винтовки цанцана засесть, не знаю, километр гейнер, что ли, ит километр гейнер, или по километр гейнер, дрон управлять, я сейчас парадя, что президент, он кварту, ты это имеешь в виду? Да. Подготовленных идешь. Вот, кстати, против этого тоже должны быть какие-то системы, там, рэбы какие-то, сбивать еще. Перехватчики, кстати, сейчас делают. Они сейчас же рэбами очень легко ушить эти дроны, там, подменивать эти сигналы и сажать их либо на свой, присваивать их. Оптоволоконный кабельный нахцарница. Это не их изобретение, это израильский спайк уже, не знаю, 15 лет уже выпускается с этим оптоволоконным кабелем. 25 километров дальности уж.
Просто они добрались до технологий, которые это им позволили. Там, видимо, у Китая покупают или еще у кого. В чем недостаток? У него, во-первых, дальность понижится, оптоволоконный кабель 5000. Во-вторых, ты маневренный будешь это ограничен. Ну смотри, оптоволоконный кабель, он, если сделать его очень легким, и там, к примеру, на 10 километров, это, я думаю, не более 2 килограммов. Да, конечно. Это давно применяют. Технологии, там есть разные вот эти кабели. Вон немецкая торпеда, она тоже с оптоволоконным. Все вообще-то современные торпеды подводные лодки, они телеуправляемые. То есть именно на этих оптоволоконных кабелях. Даже раскаешь. Некоторые лыжи также. 10 километров оптоволоконную связь, ты 2 километра, как ни крути, даже такой, как я, чайник, очень сильно сомневается. Это прям нереально. Нет, реально, там я видел. Загаснет вот этот световой сигнал через кабель, попускать пищу, будет слишком слабый, ты думаешь? Это как нитка должна быть тогда. Они уже есть такие. Проблема отсюда. Вот этот кабель, хоть 100 километров длинный оптоволоконный кабель, даже колхозными средствами с домашнего слова я спокойно смогу сигнал снять. То есть это проблема отсюда. Лавинные фотодиоды, да? Даже несколько фотонов хватает, чтобы сработать. Да, несколько фотонов. Тем более там. Там может быть конкретно серьезно, конечно. Надо уметь его припаять на контакты, там еще тонкий волос. Нет, есть волос там тонкие яйца, ну довольно тонкие, и вода. Но там он свет там изгибается, отражается, чего чакры. И у него, да, есть интернет-юльшен под это, подземным коммуникациям, интернет-юльшен. Каждый там, по-моему, 800 метров или 500 метров царь и репетирует. Ну, а как они на дно океана кидают эти кабеля? Да, уже в прошлом веке. Магистрали эти. Кожу Это еще в 1860 каком-то году, когда первый телеграфный кабель ложили между Америкой и Европой, еще тогда это все, короче, технологии уже на 2-3 километра по дну и проложить проблемы. А с тех пор так это все развилось. Там просто законно кожа вьется. И внутри пачка этих оптоволокна. Там их может быть, я не знаю, 100-200 штук оптоволокна толстые. Там будет у него пропускная способность, там терагерцы, терабайты в секунду, петабайты. От Ирландии и развязки. Видите, в Америке школы, кабель школы. Вот этот Путин все время это шантажировал за Европу, обрезать подводную доктор Дуйбош намеками. Да, Всё всегда, время, и где-то в Азии где-то тоже там развязка идет. Есть. Да там, да, Я даже не из знаю, Бразилии в что имею в Африку. виду, я не то, что там, ну смотри, вот, допустим, от материка до другого материка берег там, 100 километров. Как бросить этот, как это происходит, я просто... У тебя есть корабль специальный, и на нем намотан, на барабане намотан кабель. И ты его потихоньку стравливаешь, и корабль плывет в сторону Америки, скажем так. Когда заканчивается барабан, следующий барабан. Они по ходу соединяют, появятся, да? Или как? Соединять тебе специально методик шутинг не появится. Зачем тебе паять оптоволоконный кабель? Соединяются. Там оптоволокно – это передача света. То есть там специальные репетиции. Это просто в простонародье пупайка называется. Лоша соединяет те же самые. Я не уверен даже, что они соединяют. Готовы еще раз от этого замыкать и ча. Готовы. Оптоволоконный кабель же вроде паять надо, ее же нужно, это же
про светопропускающий этот полимер какой-то. Его же спаять нужно между собой, чтобы он дальше свет пропустил. Нет, он его спаять мог из-за лошадь, просто Ну, представить как-то, короче. И, кстати, Урсицан Хадя, например, ты обрезанный методец, ты нарушишь там вот этот слой, который поляризационный, короче. То есть специальный есть он, яц. То есть там бывает специальный законцовка, где вот это промышленным способом уже сделано, чтобы свет идеально пропускался, короче. И там специальный коннектор, чувство, короче. То есть ничего ты там не паяешь. Зачем тебе паять? То есть свет отсюда, как зеркало из стекла, и следующий туда, и дальше пошел, короче. понятно. И бара, несколько там, каждые 5 или 10 километров усилитель ход есть бара. Это здесь, где а там, возможно, есть какой-то особый кабель, который, не знаю, может, у Ирландии есть вот этот мощный сигнал принимать, и с Америки. Я не уверен. Возможно, сразу кидают сигнал, и здесь супер усилитель шхарю. Например, не знаю, хамамация, лавинница, охлаждающий, печка. И так сразу же, короче, даже маленький сигнал для них не проблема. Даже Америки, он выше крыши будет для их возможностей, чтобы его расшифровать, декодировать. Усилитель декодировать. То есть я не уверен, что там есть репетиры именно там. А вот Кузя, где в городе, там, там ставится, они даже развилки шмаю, и скорость хуль-хаддик, если сигнал мощный. То есть менее дорогое железо тебе для этого нужно, поэтому может и возможность репетируешь идти. Сунделали тоже, скорее всего. Тесла, вот по поводу Старлинка, ты слышал теорию о том, что якобы Starlink это система, это нужна американской военщине, но из-за того, что это очень дорогой проект для содержания, его сделали полукоммерческим, как когда-то интернет, туда допустили этих гражданских на коммерческой основе. Точно так же и со Старлинком, и лицо, которое это все типа будет на себя принимать, с коммерческой стороны выбрали там этого Илона Маска. Я знаю, да, немножко заговорческие и теории, не думаю. Обычно американский военный бюджет, он ничего не жалеет, то есть там о ценах вообще не думает. То есть, и что я не знаю. Скорее всего, и уже успешно проект американцы и военные заинтересовались, скорее всего. То есть я в эту версию так не верю. Не особо доверяю. А интернет, я точно не знаю, но я знаю, что это типа американская разведывательная сеть была. И потом там либо создали копию, либо предоставили доступ. И муха лохают. Да, в 1978 или 1979 году два американских этих инженера, они создали вот этот протокол связи мою интернет, протокол связи, чтобы американские подводные лодки могли зашифрованные сообщения друг другу пересылать. Но и этот протокол оказался настолько удачным. Вот это тот самый, когда ты заходишь в вот это настройки TSP протокол, IP, интернет-протокол, название интересно. То есть они этот самый протокол потом адаптировали. Оказалось, что его можно университет, сейчас американский, телефонный кабель соединить мою в ушах. То есть подумали, почему бы нам телефонные кабеля, которым вся Америка перекрыта, взять и не использовать, чтобы этот самый протокол через них передавать. И так мы сможем университеты связать, там библиотеки связать, эти научные офисы, учреждения связать. И взяли и просто вот телефон, и модем придумать специальный, демодулирующий, модулирующий. И оказалось, что эти кабели вполне себе пропускают все это и не мешают разговорам. То есть ты можешь и звонить, звонить Дешен, это высокочастотно, это модем, они абсолютно вне этого. То есть там частота настолько разная, что
разговору не мешает и вообще помехи не делает. И так они стали вот эти телефонные кабеля медные использовать для интернета. Очень быстро эта технология развилась. От университета уже Йорах, Маяльни, уже от университетов к частными это людям уже это возможно стало. То есть у тебя есть дома телефон, ты автоматически можешь купить модем и соединиться. То есть это гениально это все наложилось. Мгм. Раньше звонил еще в начале 90-х. Программа звонилка была. Ты ее на компьютере, он как бы от сервера соединяешь, используя телефонный кабель, который изначально вообще не был для этого предназначен, но оказался подходящим для этого. Та инфраструктура это есть. То есть интернет у нас просто так нам даром достался. Из-за того, что мы создали телефонную связь, мы сразу на него интернет накинуть смогли. Да, так дохсу, да, телефон, да, телефон, кик, мы, бож, компьютер, нуля. Потом, правда, выяснилось, что пропускная способность интернета уже ограничена. То есть ты не можешь по медному кабелю так уж там много информации поднимать частоту. Сундела это заменили оптоволокном, которым можно, там еще потенциал этого оптоволокна не вычерпан. То есть там можно еще больше информации передать, чем сейчас. А в чем ограничение? В чем Длинные волны ограничение просто. медного кабеля? Длинная волны, эти сейчас халвах еще там можно посчитать. Например, допустим, у нас будет коротковолновый лазерный диод Хелитайн, где-то 400 или 300 нанометров. 300 нанометров можно посчитать, сколько это герц будет. Сейчас мы посмотрим. Что видите, нахуй интересно, да, смеяться. Мне самому интересно. Нет, алло, это... Брейвик, кажется, Це інтернет провести насу нормально, нак. Ногти мотамин куда, норвежский. Термачо, аж уксусай. в связи с этими событиями, вот эти мигрантские эти протесты и так далее, я читаю комментарии на этих шведских, норвежских. О, Брейвик сейчас герой, короче. Нам нужен Брейвик, боже. Машалла, со каст ару алцак. Тажим собари хылча. Новозеландский вот договор. Новозеландский чун цуму яраца. Хезвуишун. Новозеландский стрелок. Это вроде Австралия была, нет? Где он в мечеть там с GoPro камерой зашел, да, и расстрелял 80 человек, что ли? Он австралиец, но он сделал это в Новой Зеландии. Брентон Харрисон, его. Цум пожизненно ктёха. Брейвиканца 25 тёха. Смотри, титул уже Airwall. Он Ну просто да, его пожизненно. Да, он 20 тёхер, потому что нету больше, по-моему, Эрвига. Но они все равно ему Да. как бы будут за это динахинц. Так, Вина Гахар, например, не знаю, Джон Винахинц, вот за это 20 дон Бошсар, Эрвол 20. То есть там есть лазейка. Там разве не за все ему дали? Там все в сумме, 20, все, короче. Самый... Аудал, да? Сум палха, это, когда это по сути какое-то пожизненное получается, бесконечно считать лишь. За что? За что? За то и получил. Кого он убил? Он норвежских детей убил или детей мигрантов? Норвежцев большинство. А мы их придурок, хотя бы Новозеландец, Это- хотя бы своих.
Это были дети руководителей партии, которые продвигают мигрантов. То есть там партия прогрессивная, они продвигают вот это движение, мигрантов присылают, и там было место, куда их дети ездили на отдых. И это были дети руководителей партии, получается. Новозеландцам пожизненно. Евро-доллару бабина фейцану записи инвейтут, он поддерживает те ж Париж альвайнца компромат, я чуту. Выкинуть эту бабину на национальный канал. Германия иногда, в общем-то, сказал, неудачно синагог атаковать. Это динчу эрвам шоу, видите? Любой день пусур динчу эрвам шоу, вашам видите? Союз, а так она видит, это немцы синагог атаковать, синагога, там система безопасности сработала, и двери не открылись, и он там шайса был, шашворк, и я вон. Не знаю, сейчас этот милый евро-доллар заменит бабину, и мы это тоже одобрим, ты запишешь. Все. И дырцу, потом он поехал в какую-то кебабную, где кебабы там, турки, какие-то мигранты готовили шаурмы. Их двоих расстрелял и одну немецкую жирную стружку. Это было этот, курды это были, не арабы. Мигрант был что-то. نقطي لهاي واتر تانيوكا نوتشي واتر وين الوقت نقطي إنه كبر بوش إذا نقطي ولا البحث Семьдесят 7 тагвинок, это Брейвику, представить дальше. في بدق بين في برسو نقش بيرش أتلش تبيني عارز توكشني Да, смотри, там спасли нескольких детей, они спасли. Сашиканты. Чеченцы? Норвегия, Ватсон, 100% запалился. Сейчас? على صوره فكرة كاتها ترмачу. Спустись. Наш должен. Спустись в отдел и передай поздравления на этому Берсеру Вальгинор. Да, я думаю, Берсер тоже с ним сидит. За соседним столом преферанс режется. Интересно, как они между собой рубятся, да? Ну, Биршер. Толгиш диктан ба Брейвокан. Да, новчик. Шикан туци метит улш дяче. Отвлекать веш. Шейцанец. Тишерше, да бигневцы этот. Бейш. Безлоек. Даже Невзоров высказался по этому поводу. Кто бы говорит, мог такое сделать? Только чеченцы, Барсо. Даже арестовали сначала из-за того, что они хладнокровно действовали, подумали, что они заодно с ним. Ну да, это они подумали, что ногче бутига один ждать. Да, они другие все там струсили, прятались, а эти двое там, Мэр Лилш, подумали, что они с ним заодно, короче. Все. Cho giải con thuộc nó chỉ Франция томор веш устья хабов. И новости ажис да томор хлаба. Молодежь где-то возраст 15-16 лет вышли
شيء لازم باخت شيء هذا كان شيء كأقدر بو ورستيا وكون كيرت ورستيا تجولي وبا والني تبع تو شيء نوست عيش واسه تومر في باخت فرنسا هذا إذا توقع إنترنت دي كي وشات خس Хай со своими арабчатами сами разбираются. طبعا أبدا نوت شورك بوش أو فرنسا ديك ودوتا أو فرنسا عارف بوش دي Sälar som nås ursvart så vet I annars nås många alltså nej vad det it's حاجة så that's it som تومر في الله باق تعبيرش رزيز كود يا شباب عشان في طلع تعبيرش أنا بالله تعوش يا تعزوتشن بلج شبه بيحن بوش يا وكون بيحت كوست لازم بقى بردي شبه رزيز كود يحب كواليسيا Кстати, Кузар говорит, за французский бан сейчас и наркоторговчий тап говорит и колумбийский метод и у бахца использовать именно и бэш до 18 лет, потому что совершеннолетний. Ну, еще Омар не будет рад даже вообще. Омар не будет рад уж. Ну, здесь вот, да. Ну, мигранты, в любом случае мигранты. Я на 99% уверен, что это мигранты какие-то. Вот из-за таких вещей правое настроение и усиливается. Да, с настроения, вот это, да, что, царишься, что, пьяно, что ничего, да. Там то, что, беда, или что, у Франции, а что, я буду царь. Ну, в любом случае, преступление, одинаково, мы с моей, полиции моей, налог, случай, любого. Кстати, вы цаца болезни мабах яджен и подагром халадош магазишем и подагр халадоли лагаться дош короче хуyu цабо. свой, era, здравствуйте, Муаз. Jo, Нашу Ола Мустанг. и коронавирус. И كان كورس كان حبيح كان بودوك نقطي بيش домашний врач тогда он كان коронавирус شيشن بوش لوك داون كان عبايتن دوكنا بوش وكذا عنجا قادين ديان عاشوا المساكي ويشتكاخ للمسيري خشويسو خلص يا أخي ساينس غير شك ولا واني ويو عائلتي ويتسعس على تمقرياش نتاجر واحد ورش ودا нашу Ола يا سيري المشاي просто سون خزيري سون خزيش دي لاون خس تومر ديون اسوي تاع ورسو
هالداقر واحدة دورش كروتش ديونا قول ده دوقسا كروتش ديونا عايش قرأ ملقص هالداقر واحدة قيادش إدي سويتنا ديون شو داش نقوني عايشون تتسيري تعزيري زويتي مات وطن قيادتك Da, Tarık Palon ne ko diyor yaši ya? ko, ko Tarık yaši ko, Palon ne diyor ya? عارفه سنك هذا سملونا سبيرت ja, جواليز era šefi, taču. Este Spirit mal 95 2 5 секунды посреду عليك 200 جرام شوكولاتة زاس ديلا سبيت ملا مع سو اسوي بقى يجي ياجمع ينسي شيء مولش ما يسنس بسوق بقى داجر ياجين هذا ممكن إيه داجر شو خلهم مالوي بس قريب شاف مصر داجر إيه داجر شو أتوا الموت يكلج يلا دو خلهم نو غير مين أرجع صون سهل مش Da كويت ya že Dagger дуя, а вот совачка дина или знаю, чай молш лимонтуш. Нужно лежать, даться яхш, антибиотик, глотаться ешь. Нужно пролежать, хацер долич. Эх, надо, ханек халагет, вуле лили, еще на неделю лежит. ده ضربة الفيس داجر سامجر اليوم بوق دغز لجات نادا تو طيب قيتوان ديون أحسدش نكرنا على الروح. وطيب قيتوان زاس بنوي وات ايوه لجات مودي دو لا ببيش موسى دلا بوشك موسى اليوم ما دقواي وصونا دمي بوشي كوي خاصنا. التوش ده наук валар, хано в дороге тебя где-то протянет, ты вообще в больницу увезут и будет стоять на там 2 недели. اخر وكبين جوالير وشو شو ما تاسرسم هاي بين سالة جوالير عقاق اللي يلبس عندك الحق Из بوي хуyu نوع здесь. باطن Сахар совершенно. Сам Алири Орехова настойка ели. Молишись, что 3 года забудете, пропьете месяц, на 3 года забывать, что такое простуда. وش أسود أنا سامر سياق وح بوي أرقرت بيك تلعدو لا شغل نحسوش وانا Ты молодой, тебе это вообще тут по барабану должно быть. А это уже с возрастом махули получается. Иммунитет ديلا падает. اليوم ديلا واسرون ساهر بيت بوسم شتلو يتش واسرون سو وجه زميت الدنا وتعاج خينا ات ويسوت اودي بذات تعون قيش تقصون دقم ادقدون ات ويس اود تعون قيش تقصون اسئله تعبو يلا شو لرت يقول لا دا سوچا شو ها Дайкулитион. ده خزامه واسر خيات ورد يدل سبي زنباك الله دعم دوقات كنت قطع ما درست خاطر سيسر أسداغر دولش كرش دون تو تقيت إداغر إتوادون وشوال يرسو أسعوق دوزك دي زريتي وشوال ديل دادون سبمكرون دعمي إيماتون Сдавай Сирон. Хомдек ديل цадицер, ريز ну генуал, сдавай Ирона. ديل ريز غليل ديل دا بادي قالش كينا ميروات سخيتون سوي يتول سوي مالكالو يلا باقياس نو ديكدو ديل ريز غليل سوش وق إدون سون إذا قاعد توصل $12 تعتقل صداقة ديستودن حال ديل ريز غليل اليوم إيش كنترولية شافي زمان كان ساعة دات 16 ميلودي والإندي سيرامي ديلتا إسو إيهوتي مير إدكزد وش عشورسو ديل ريز غليل هو شو عتعمى شو رجدون إس 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 إر شو اجتماعينا هنا عتن هنا إيش إتي ميري أس دعورينك
ده لا يرق Iran, Россия, SSSR, ها و نريش إيران. ها و اس بو كدر در در رجدون اس سر وقصو هو چون هنا عندنا او هنا عندنا من تانا بوش عايش تكيوشن او بوش در در Yo, yo. سب ميلودي يوش ساعت دلر يوش 16 ميلودي يوش ساعت دلر إساعت ساتوش جنس سرقس من تانا هنا عندنا يوقتوا أتاك ساتوش عاش ترقخو تمش ير من تانا ير ساعت در مسوما ير تو вообще крутой пацан да такая вся но мастер моя если возможешь انت دل да я سرق но западные эти вот на эти реги достижения أساك ساتوش عاش ترقوي وين قوش ترقي Советский Союз ياها ну действительно дона там حوالي عايشة أدمها мерздер قمال дату та со например патриот ворк Советский Союз и патриот ворк ракетный войска служит для нас замполит ودون полит занятия كادون يدوس خلدنا وين هنا عندنا أمريكا يوقف هنا عندنا بوشان شورت بماتري جوناس مال راكيت شتولي رز بمبيم شورت بماتري تو أمريكا شوي لقسوك قاتل توي بانسنال ستيل أسألك تشانت وفو تشانت по-чеченски рассуждает ну там же не один Рейган он плохой там есть хороший да потом будем разбираться что он ишь патриот ворксо то Дальний Восток осуждено сочамасы тут здесь знаешь озеро Ханка Олжбар Бухтон и 30 километров радиусом 15 километров как бы советский бари 15 бари لطفش تعبوغي جست تدون غاسق متدون граждане СССР временно проживающие на нашей территории не забывайтесь Allah церковь так вообще Allah ошен гейтен жешха но тун اتخينا دون جندول هما تيونس تقداش шуниш Хинц я представляю что там творится ювелирный магазин, ресторан, рынок, шайки и китаёш, я шутка. Видите, я просто даже не представляю, что там творится. Ты СССР дальшун и. История хуш соглашен со война. Цегер на 50 лет в аренду хаясанелис царская Россия. Его ахали раз, его нацелились Советский Союз. Не исполнил царшик. Тилда, Лёг, постоянно ожду из-за дивана. Тире возле дивана. Елерся возможность. Снис эхар российский пасясь малер и фаметтен и поделур дуаса аряцарар. Едерации. Снис нем точно нис японшан тас кусрера sa территории. والله нормально أي مدروي. Ага, кашан хуй тарера. Бублик. Остров Святого Иосифа. Новая земля, да? Да, или новый. Кстати, بوبليكو شو مثلا عق دقي вот идут это посуас 0 Леонис, 0. смотря как подведешь. окей дольчена نول или غلطسكات يعرو يوال خاتش قداري وردن عق يقلب Кстати, Сиса чада отошел. Бамбовен до утра бамбоварку что? Группа поддержки, если я бам просил, вышел.
Самоделе реалию. Он не выдержал, заматерился в конце. Давление. Да, достало. Mein Weg dauernd schon. Тойза не совесть нер уйра. Датует шух кюки де шух чуареш. Аз халцалатин, а тойза не бо акамел диду сум кордуни на гостер. А фина десалеш, да так о кюки халцалатиш. Dauerка уйра, это бах долш dauer кюки деш. Цундел дершуешь заряжено, дари, с утра. Туда на уверен сам чувак, смотрю, все прямо живой чат такой голосовой, короче. Да. А на кого он обматерился? На Фудзияму? Нет, а молодой цауэр, который врач-хирург, врач уша был, согласен. Люк, на тебя тоже он гахнул и еще на кого-то. Кстати, он не был таким агрессивным, как обычно. Мягкая такая у него была экспансия такая. Давай мы об этом поговорим. Давай мы спокойно об этом поговорим. Альберт, он как всегда хамски врал в лицо. То есть я его пытался на интервью развести, но это приход ту хибен, так говорится. Нет, да, но в процессе вашего дискуссии он давай идите ждать свои, пардите вы, Оли, да, размягкал, что я в процессе дискуссии размягкал. Он уходил от вопросов, перекидывал на другую линию, там что. Президент Трамп пришел к власти. Сейчас вот выглядел не таким агрессивным, как раньше. Он как будто бы Трамп хочет, как змея, вот влезть хочет, ощущение вот такое было. Тойзен, ты сказал, Трамп выиграл? Ну, Сатош Чанах Божья, вистри русасть. Слово ставить невозможно. Тойзен, я даже его танец танцевал сегодня. Просто за него порадовал. Нам поедать. Том резует вар, он и пускай он будет, чем я демократ уже достали. Харрис вообще это вообще дура. Машалла. Это вторая Обама, только в юбке и похуже. И что сейчас произойдет? Война для нас ничего не произойдет. Для нас вообще ничего не произойдет. Запутает гайки или что он сделает? Да не запуть, не, и что страп, он ковбой, колхозник. Да где идут? Трамс бусулби халейдер, да. Он мигрантов будет выгонять. Мигрантов будет выкидывать. Это 100%. То есть халдо елалиш дать там права человека, там чувство верующих, смешно даже озвучивать. Все это не будет. Чихали на все это уже. То есть через Мексику массот даваханут Америки вахабистер консервацию. Вахабиш банат газ, меня духбанат, если ты считаешь, там их просто толпами они сюда идут. В Америке, Тойзен. Вот. Америка. Хочу Америки. Тойзен ще потихоньку ще чай молшашу. Я тихо, старый. Президент, да, так вот выглядит он там, бодрый, позитивный такой, уверенный в себе. Ну, такой, как бы вот символ, как бы образ такого мистер президент, короче, лукас, короче. Прикиньте, он окажется, Байден старше. Какой Байден? На 4 года, по-моему. А Байден уже все, у него Альцгеймер, деменция,
А этот неплохо соображает. Ну, Я я хотел думаю, Байден в даже 90-х годах шкама выружек. он на 2 срока пришел, я думаю, даже. хватит галдеть, не галдите. Или интернет у нас у всех опаздывает. Это все Как кабель. будто мы как будто на разных планетах находимся. Так и есть. Тойзен, Мы на Тесла, разных китах находимся. Да. Трампу 78, а Байдену 81. Точно? И проверь, иди посмотри. Странно, знаешь, меня этот обманул. Миларила. Забыл его. Иван Яковинов, по-видимому, он что-то там перепил шмурдяка и перепутал. Может, он Бутулаков послушал? Не знаю, может, он курнул чего. На момент избрания десятцу. Тесла, Тесла, вообще, я ожидал, что ты озвучиваешь непроверенную информацию. И Талим уже... Ты тоже стареешь уже. Ожидал. Да. На Не, старуху Тесла прав, только. Тесла прав. Я не проверял. Тесла прав. Да? Шучу. Точно? Да, Тесла. 78 лет Трампа. На момент 81 Байден. избрания Байден 77 Харлабас, окон 78 и Хефтеро. Значит, я прослушал краем уха ладу. Шворца. Да, ты, наверное, прослушал тебя. Данкишон. For correction. по-любому у Трампа политика будет внешняя, американский президент, внешней политики малой серии. Жесткая политика у него будет. Шария вообще Американ диктатор, он вообще не будет принимать. Никакой дипломатии у него нету в этом плане. Демократия. Чуть он бака Тесла, он будет жестко действовать опять же. По регламенту, кто знает, по регламенту он сейчас до инаугурации может какие-то серьезные указы издавать? Или ему надо подождать инаугурации? Не может. Не может он. Помните вот этих российских этих Гупачалка БРЦРш чуть бомтях. Подскажите, Сирия, Баир, Вагнер, Хакифицу, Сирия. Трампу мадире, он просто приказал их расстрелять к черту матери. Видишь? И никто не пикнул. И с Афганистана просто вывел войска Моссом Адаевич. Вы заметили, это иранцы, они дух под мост, их дух в Трампе. Он никого не видит врага, кроме Ирана в этой жизни. Войска он не выводил, он издал У Путина иранец борт буй муду в курсе, я смотрел. У Путина израилец был. Причем сильный. А Иран, вот, мы как бы ГБшные, то есть этим и этим, когда ему выгодно, он иранец чарлу шуша, когда ему это нужно, он то идет на Натаньяху на поклон, то есть лавирует здесь политику. Конечно, Израилю, бомтушен, Сирия, то как трогаться бокса. Вот по такой же технологии, то есть у них есть какие-то доверники. Иран просто пользуется... У Ирана больше союзник это Северная Корея и Китай, скорее всего. То есть там китайцы с этим Ираном что-то мутят. У России то же самое. Так. Нефть. Иран. Нефть продает китайцы. Кто продал нефть, по-моему, китайцы не продают. Все их ракетные технологии имеют происхождение северокорейское.
Так, Иран. хорошо, я вот сейчас переключусь на другую тему. Как объяснить то, что во время войны СВО, там так называемых, Россия платит Украине за транспортировку газа или нефти, что-то? Как это объяснить? Если царь газ, кстати, Орбан и Австрии, которые с российским влиянием, с российским капиталом сидят, они же не получат, то автоматически выйдут из орбиты их влияния. То есть украинцам как бы позарез нужны деньги. То есть здесь как бы совпадение интересов. Украинчин, австрийчи, венгрищи, злит бацале, а то подадут в суд и выиграют, потому что обязательства ж мои те. Так, царь, короче, и плюс еще миллиард получает. То есть здесь как бы и такая ситуация, в которой и русским это нужно, и украинцам в каком-то смысле это нужно. Так. Смотри, ты нападаешь на врага и ему платишь за что-то. Это как понимать? Они вынуждены, то будут Объясните штрафные санкции совпадение будут там. интересов. Штрафные это санкции понятно, будут, если он интересы прекратят. его, но все равно это не получается логически. Если ты хочешь уничтожить врага, уничтожаешь его, громишь его, бомбишь его, детей, там, детсадики, там и так далее. И эта сторона, которая обороняется, она соглашается на вот эти деньги для транспортировки газа, там это нелогично. Война войной, торговля торговлей. Это понятно, да, есть такое выражение. Ну, надо же как-то это людям объяснить, которые Я гибнут, ты задаешь также которые вопрос там, почему, к примеру, Зеленского или украинскую банковскую систему, там, офис президента, мэрию не бомбят и не уничтожают? Почему там Зеленского, к примеру, когда он в Бахмуте был, в зоне действия артиллерии был, почему его не разбомбили? Там есть договоренности между элитами, почему там Путина самолет не сбивает, когда он по миру летает. Договоренности, Ну там, вот не я и трогать там говорю, да, определенные... хотом Не, полицию, хотом бешеный, по хотом сути. бешеный. А враг гуя, Тотальную войну бахты. Ладуан, Не, ну, это не тотальная война, как с германией, там, и в чем ну я. ладно, Некоторые давайте Вторую договоренности мировую соблюдаем, возьмем. элиты не Второй уничтожаем, мировой важные известный факт, что торговые соглашения металл шел не из СССР нарушаем. в Германию. Металл шел из Германии, поезда шли, эти поезда никто не подрывал, вот там под откос там мины не закладывал. Шли эшелоны металла, там никеля и так далее. В 42-м году. Скажем, кругозор, расширить узкий кругозор. А ты думаешь, если воюют, то тотально во всех сферах. Им удобно так договориться, им нравится. Ни Зеленский не хочет дрожать из-за возможности того, что его убьют, Да и при Путин чем не хочет. кругозор? Поэтому они договорились, воюем нашими рабами, Эл. Наши рабы пусть сражаются, кто на этом Тогда поприще получается, победит. что они договорились. Ну, к Ну этому да, люди подходят. договорняк. Зерновой сделаешь на определенном Ну, уровне, тогда надо не вот так, воюем. тогда надо вот так и говорить, а не то, что там этот враг или враг. Они просто между собой договорились. И что, мы к этому логическому выводу приходим. Гуш-дук, цаялчане, гуш-дук, элементарно. Воюем Да, военной техникой. Торговлю не трогаем, детей не трогаем, наши да, джеты не да. трогаем. Но говорить о том, что эти оба врага, и потом, типа эти, транспортировку газа там оплачивают туда-сюда, какие-то бизнесы ведут, и говорить, что это враги, это неправильно. Тут должна быть логическая, четкая, основа. Или вы враги, или не враги. Если это Там происходит, четкая то они основа, не враги. Они не враги. Это составленные заранее организованная договора. война. Международные договора, еще раз тебе говорю, там есть международные договора. Если они не будут прокачивать газ, они должны будут заплатить штрафные санкции. На них подадут война в суд. идет просто, и все. Там просто гибнут люди ни за что. Здесь даже не в этом, Альберт, не в этом даже вопрос. Просто Украине это выгодно. Ну, допустим, они прекратят
этот газ, они же не получат вот эти самые миллиарды, на которые могут там дроны делать и Русню бомбить. Точно так же и Россия. Ситуация, которая в обоим это выгодно и невыгодно, обоим невыгодно это убирать. Точно так же Россия потеряет свои орбиты в Венгрию и Австрию и заодно не получит те же миллиарды, которые им перечисляют через Америку. Это нелогично, Тесла, нелогично. Логично очень даже. Когда Логично. обе теряют больше, когда обе теряют больше, чем получают, то они согласились с этими делами. Электростанция, реактор, какое-то соглашение через третьих. Украинцы не бомбят Распи электростанции, и Распи не бомбят украинские электростанции. Последние месяц, по-моему. Вы слышите? Там идет что-то такое, но это не значит, что они не враги и не пытаются друг друга уничтожить. Это как в боксе, короче. Разошлись, снова сошлись, разошлись, снова сошлись. Не значит, что они победить не хотят. Ну, это, короче, вы меня все равно не убедили. Это не так. Все, короче, тарелку пойдем. Тесла, а и Северный поток, почему его немного это не ложится в эту канву, почему его там подорвали, как говорит Россия, там, западные спецслужбы? Россия хотела заморозить Европу. Ты хочешь сказать, что Россия взорвала свой Северный поток и обвинила Запад? А там изнутри, говорит, изнутри разорванная труба получается. Не сверху что-то положили, взорвали, а изнутри розочкой раскрытая труба. Это о чем-то говорит? Может говорить о том, что произошел взрыв, а внутри трубы давление было больше, и поэтому Нет, проделанным отверстием не вот так это было. раскрылось. Там взрывчатка, там как раз была взрывчатка. То труба проверять, что аппаратурят, заезжать, до чего, до хумдуйдать. А шиш заложили взрывчатку и взорвали. Бревик, также можно и сову на глобус натянуть, кстати. Только что ты продемонстрировал. Ты говоришь, что это типа выгодно России, что она взорвалась в Северном потоке, чуть-чуть охладила Европу. Они заявляют до без газа. этого, сейчас запустится, заморозить. И они думали, что заморозят Европу. Хотели поставить на место Европу, стоило. Но у них не получилось. Американцы открыли свои месторождения, запустили развернули Азию, газовые, и танкера. Сейчас их развернули и отправили в Европу. У России бабок навалом. Она богатая страна, и взорвать трубопровод какой-то за милую душу, лишь бы наказать европейцев, показать им Кузькину мать. Ишь, мы тебя политики. Да. Понимать психологию русского Ивана. Понты одни. Они этот трубопровод построили сами, кстати. Миллиарды, на что построить. Он не нахаун. Я считаю, что там был политический подвох. Лишь бы, чтобы Европа была в зависимости от России. Таким образом, они могли Европой в политическом плане крутить, как они хотят. Но у них этого не получилось, этим трубопроводом. Сири чунбан ирханыш. Аски, бац. Почему там война началась в Сирии? Потому что... Не, Асад уладали, да и получается, еще раньше началось. Но в Израиле нашли месторождение газа. Там жарко, им столько газа нафиг не нужно. Так, и катарцы, говорят, нефть дать. Они решили протянуть 2 трубопровода в Европу. Через Италию. Хотели пробросить 2 трубопровода. Один газовый, один нефтяной. Так, когда дело дошло, там договора составлять, Асаду пошли договариваться с ним. Тот побежал к Путину
Иштерда я швыр протянуть трубопровод, хай нефть докачивать, да еще лошегал. Тот сказал, ни в коем случае, что вот и дон, ни в коем случае. Судел, надул, это революция там началась, вот это вот движение. Сейчас они оппозицию подняли, там получается оппозиция, халга, против Асада. Иш надул, мадуис. Он, Путин решил, что сокос будешь протянуть свой газ дешевле, там конкуренция, да, что кинуть его, что иш надул, да что не двушек, да. Кицаам, ты думаешь, Путин, когда начинал эту войну в Украине, думал, что она так затянется? Ну, вообще не думал. Вот ему сказали, что они за 3 дня там все с цветами будут встречать их. Нет, даже это из-за деталей, там другой был еще такой подвох, типа Европа не будет помогать, западный мир не будет помогать. И здесь коча, они с украинцами русские спорили. Друг чего спорит, мадуца, война начнется, не начнется, нам будет мир помогать, а Украина, Запад поможет. Раз швал рашен, Запад вам никто вам не будет помогать. Потому что Запад рыпнется, мы им трубопровод закроем газовый, и вся Европа замерзнет. И никто вам помогать не будет. Украина, Киром, сердца. А получилось совсем наоборот. Да, Европа было такое. Европа не замерзла, Запад помогает. Ну, да, помогает, в кавычках, опять же. Тоже. Те шват украинцы экитнялниз. Немцы же провели расследование свое. Там они еще исполнителя в розыск подали, там какого-то аквалангиста глубоководного, специалист. Они же вроде как доказали, что украинцы экитнялны. Ну, если там даже был национальность человек украинец, то так, если мне вот доказательства не предоставят, я не поверю. От русских можно все что угодно ожидать. И они это делают и всегда доказывали. Не обязательно, чтобы там был русский человек, Ванька. Провели. Не русские, они могли, они могли это через украинских спецслужб тоже сделать. СБУ это дочерная компания ФСБ ихней. Это то же самое происходит в Украине, только умножить это на 10. Они всегда были и жили вместе. Вот за все эти годы Советский Союз, царская Россия, за 2-3 года, за 10 лет, за 20 лет украинцы просто так от русской идентичности просто не избавятся. Им нужно поколение вырастет, которое будет совсем не говорить на русском, от слова совсем. А то у них агент на агента, агентом погоняет в Украине. И это проблема. То. И эту проблему Европа сегодня, Запад видит. Ну, 100% хекбате, может хекбу, но бергам хекбате цари агенч. Там не может такого быть. Бег будь собой. У них есть националисты, украинцы, патриоты, и за счет этого и война идет сегодня все еще. Украинцы сопротивляются. Но раз вцепиться на царь, они у них внутри сидят. И пример решен, и там был мобил, свидетель. С первых дней у них в Украине появились хорошие русские, аналитик, журналист, все у них русские, якобы против Путина. Невзоров на второй день, чуть ли на второй день, получил украинское гражданство. На поле украинской информационное поле он проводит свою российскую русскую пропаганду. С собой, само собой, несу от собой. Я могу и ошибаться, но не во всем. Есть где-то своя правда. Там сколько процентов русскоязычных? Почти 30-40% русскоязычных. 30-40, да, я просто сужу, что мнение ваца, пока я не стал с ними общаться, один вывод, что
Там 15 территорий Донецкой области, в основном сегодня там война у них идет. Это вся русская территория. В Донецке там все русские у них почти. А вот уже дальше, ближе к Европе, западная часть Украины и западенцы. Они себя тоже делили как западенцы, сюжеты. У них как западная, украинцы, может быть, Шхезион, его практически невозможно понять. А вот ближе к восточной Украине, це більш перемешкають, двоє ласки, noch чему быть, может быть, це их понять просто легко. Розин, эту войну не Путин начал. Ты вот сказал, что Путин эту войну начал. Это просто Путин ответил на провокацию. Сначала была провокация. На какую, интересно, на какую? Если ты будешь слушать, я тебе скажу. Вот просто западная пропаганда только слушай. Вокруг смеха. Давай я тебе скажу. Микрофон Я тебе настрой. скажу. Интересно, пусть расскажет. Ну, интересно, какая провокация? Я тебе скажу. Мне если тебе очень интересно, очень интересно. Аллаха ради. Смотри, вот прямо перед тем, как Путин туда, Россия вторглась, прямо перед этим в Варшаве была встреча. Ты даже в Ютубе можешь это видео найти. Там это Харрис, американский, вот это вице-премьер, Зеленский и там польское правительство. И американцы Зеленскому там на камеру говорят, это Харрис говорит, это дура. Мы, говорит, хотим, чтобы ты вступил в НАТО. Американцы напрямую говорят Зеленскому, мы хотим, чтобы ты вступил в НАТО. После этого это началось. То есть это была провокация. Да, провокация. Они так сильно хотят. А Россия не хотела в НАТО, да? Свободен, Они- Леха, вот. Свободен. Леха. И провокацию хотела. Раньше Россия хотела провести. Но Нет, ей не дали. ты поддаешься сейчас этому, его уже провокации. Леха, не становись на его поле, не обсуждай. Ажа, маршал, я надеюсь, ты со мной согласишься. Украина – это независимое государство. Хорошо, я надеюсь, ты со мной тоже согласишься. Да. Если ты Мексика скажешь. независимое государство. Когда в Мексике российские базы установить в Мексике? Если Мексика установит российские базы у себя на территории, Америка вторгнется еще, дай мере, дай Мексика. Ажа, если у бабушки были бы это, я понимаю, она превратилась в старичка, но Мексика никогда не... Маршал, давай будем находиться на поле логики, конструктивно, а юча фантастика, чтобы Мексика захотела, у него чтобы русские базы были. Это в области фантастики. Один приземленных, дети очень, Украина независимое государство, как ты считаешь? Мексика независимое государство. Его Дадут американцы дадут Мексике установить российские базы или китайские базы? Ну скажи, никогда в жизни не дадут. И Россия тоже не хочет, чтобы американские базы были в Украине. Потому что Украина заходит вглубь территории России. Это никогда Россия не даст этого делать, понимаешь? Представьте, Россия не хотела, но Финляндия в НАТО уже, и Швеция в НАТО. Ну, Финляндия, Финляндии население 5 миллионов. Финляндии население 5 миллионов. 1300 километров сразу с НАТО границы появились. Ну, извини, Украина с Финляндией не сравнивай. Украина вглубь России ходит, на карту посмотри, а Финляндия нет. Там Питер, получается, с 30 километров, получается, от НАТО. Ты плохо знаешь российские границы. Ну, открой карту и посмотри. Украина, почти половина Украины входит в территорию России. Посмотри, от Финляндии 30 километров до Питера. Причем тут Мексика и Америка? Причем тут Мексика и Америка? Совсем разные темы. Ведите двое диалог, ведите диалог, двое. Россия управляется из Москвы, то есть Петербурга еще. То есть там ближе к этим Финляндия и Швеция, которая является технологической вообще Украиной. По ресурсам. Швеция вообще страшно технологизированная, истребитель.
четвертого плюс Хорошо, поколения. ладно, давай по-другому, хорошо. Швеция, Страшная Финляндия. сон, она всегда была этой. А когда ты говоришь, что вот Америки сравнивать, Россия, вот американцы идут, а почему мы не можем это делать, Бог? Так, мы можем точно так же сказать, раз ты идут, а почему чеченцы не могут это делать? То есть Россия зашла в Чечню, захватила все там, короче, какой-то Украина-то, из уже России мекшдац, но зато зайти в Чечню, всех поубивать и мекшдуцам. То есть как-то здесь не работает. Вот, у тебя в мире существует только почему-то два государства, Америка и Русня. То есть Чубяхкан, Вайбэбэн, Халяс, Ашбол, Россия, ты сравниваешь положение этого с Украиной. Вы оттуда бить на царь, если они не Мексика, вы американские базы, планироваться, что они нам зашли тогда? Ну, понятно, украинцы базы заходит Бахнаваха, а нам за что попало? Нет, ясно. Тут маршал, как бы сказать... Ну, я могу ответить. Перебивать. Нет, маршал, мы сейчас обсуждаем... Маршал, хохаттер дух? Ответить можно? Тесла, я тебе готов ответить. Можно тебе ответить? Ты меня спросил про Чечню, да? Хорошо. Чечня находится в составе России уже последние 300 лет, со времен Кавказской войны. Вот это одно. Второе. Чечня геополитически находится... Утверждение, давай разберем его, Соборди. Утверждение, что 300 лет находится. Покорение Кавказа, медальон, 1859 год. Там написано четко, 1859 год. Короче, И то покорение Чечни и Дагестана. А 300 лет идут лесом. То есть ты только что соврал. Пожалуйста, поправь себя и скажи, хорошо, 200, пусть будет 200. Ладно, пусть будет 200, ничего страшного. Чечня находится в составе с 1800. Поехали, да. Кстати, у Мексики территория американцев. У Мексики штат целый, Техас есть. Техас, да. Не только Техас, там еще Калифорния, Нью-Мехико и Аризона. Это один вопрос. Второе. Еще один вопрос по Чечню. Кавказский хребет, Россия использует Кавказский хребет как естественное заграждение от Востока, от Турции, от Ирана, от Ирака, всего. Вот этот вот Кавказский хребет Россия использует как забор. И все, что находится на южной стороне этого забора, они получили независимость. То, что находится на северной, на стороне России, они никогда не получат независимость, потому что геополитически это территория России, понимаешь? И пока Россия существует, Чечня никогда не получит независимость. Ты должен рассуждать как маленький, не как взрослый человек. Есть народы, допустим, Россия и Чечня, чеченский народ здесь. Россия, Украина, Россия, Мекшат, сразу, Ахмабар, это их не устраивает это. А чеченцы устраивают дадиз, я не понял. Только воля России играет значение. То есть уж американцы не службу, а мы тоже хотим, как американцы Нисбал, например. Американцы шей базы школитариацер шей нюха Мексика, а чеченцы российские базы школитариацер шей нюха, ну, например, в Осетии, например. Прокомментируй эту ситуацию. Ты сейчас несешь какой-то бред. Я не несу какой-то бред. Меньшинство, понимаешь, нас 1 миллион. 1 миллион, и ты не сравниваешь. Моральная история, что, мол, США, вот США, я же тоже могу говорить, что США 300 миллионов, а Россия, спившаяся империя, не до империи. Поэтому им не положено, то положено Петру, не положено Юпитеру, не положено Петру Бошу, а в отношении чеченца. Использую эту же логику в отношении Америки. Что положено Америке, не положено Русне. Или ты ко всем одинаково относишься, Россия пусть ко всем одинаково относится, требует какую-то справедливость. Или еще сильный, поклоняйся сильному, дави слабого, в психологии, то поклоняйся Америке и дави слабых, иди дальше таким путем. Об Украине тогда. Ты не можешь сравнивать нас с мировыми империями. В мире есть несколько империй. Зачем ты с Америкой Россию сравниваешь?
Потому что Россия такая же империя, как и Америка. Они обе империи. Что Америка империя, что Россия империя. Ага. Америка единственная супердержава, это Конгресс, Петербургский форум, ты можешь поискать, он заявляет, что на сегодняшний день Америка является единственной супердержавой, а Россия не является. Россия даже не является страной, первого, то есть технологии, чтобы генерировать. Ага, у России самый большой запас атомного оружия. Теперь что? Да. Сколько в мире таких, да? 6 тысяч. У России ядерная триада. У них ядерные подводные лодки, у них стратегические бомбардировщики, и также на Земле у них ядерная триада, понимаешь? Россия это тебе не Латвия какая-то. Не сравнивай хер, понятно, с чем. Не может Украину победить, да. Вы якобы развалившуюся 404 страну маленькую, уже сколько, 3 года не может даже у них нанести им поражение. Поэтому, Америка, вот если психологию, и сильный вегуат, он больше прав любишь, который ты автоматически Русне отдаешь, то ты точно так же это право отдавай Америке, короче говоря. Америка вот так ведет себя и не дает с Мексикой базы щит Русне, потому что Россия слабее. Точно так же Русня нас захватила, потому что мы слабее. Хотел? Хватит. Тут даже люди не понимают, что такое империя и что такое Америка, супердержава. Как может быть Америка империя, Маршал? Я тебе объясню, как это может быть. Ты знаешь, что значит? Я тебе объясню. Что такое империя? Америка самая большая империя. Я знаю, да. Ну, а ну-ка дай мне определение Маршал, у тебя империи. микрофон чуть-чуть очень громкий, чуть-чуть. Но она вот специально вот таким делает. Чуть-чуть. Лару еще что, его можно пониже сделать. Подожди, ты хочешь сказать, что Америка это не империя? Нет, не империя. А почему они тогда вторглись в Ирак и если она забрали не их империя, нефть? смотри, Вторая мировая война закончилась 80 лет назад. Во время Второй мировой войны американцы захватили Европу и с тех пор оттуда не ушли. Американский военный сапог как встал на европейскую землю, и с тех пор они не уходили. А русские ушли. Русские Куда они отдали ушли? Восточный Берлин, из Восточной Европы ушли из Польши, Куда из они ушли? Чехословакии, из А советский так всех вот называемый этих вот блок, стран. советский блок Американцы не ушли, а республик. советские ушли. Освободи, Маша, куда они ушли? В ГДР они ушли? Кто разделил Германию? Ага, из Польши они ушли, из Латвии, Литвы, Эстонии они тоже ушли, по-твоему? Маршал, ты где вырос? Арвелерис. Наверное, когда он понял, что он пернул в лужу, ушли. А что-то пробивает, что-то делает. Я не понимаю. Ты что, Его Герой России, долой, что герой России, долой, что интернет. Собердеешь, интересно, холодские парта, альтернативное мнение, спорить. Он вышел или вы его заблокировали? Да нафиг нам его блокировать. Он вышел, поняв, что сказал глупость. Он глупость сказал. В Америке скоро интернет его блокирует. Лёг, ты можешь мой разблокировать предыдущий аккаунт? Зачем ты его заблокировал? Значит, ты баловался. Где баловался? У тебя постоянно кто-то в эфире кушает там рядом с тобой. В 1939 году... разблокировать. Лингве, в 1939 году он хает бонусом. Советский Союз, сегодняшняя Россия и нацистская Германия разделили Восточную Европу. Война началась не в 1941 году, а в 1939 году, когда немцы и русские разделили Европу. С тех пор русские никуда не уходили из этой Европы. Когда Советский Союз распался, они до сих пор там, Калининград был, так называемый Калининград, Русский город. Кёнигсберг, немецкий город. Так, чисто русскую пропаганду, русскую пропаганду, русские ушли. Когда это может, он там наслушался этой американской пропаганды, которая там... Совок, когда Американцы развалился. Путина и считают Россию сверхдержавой. Американская пропаганда русскоязычного населения, да, по-твоему, да?
Нет, я живет в имею в виду, Америке. в американском интернете есть такой нарратив, что Путин там борец за права, такой христианин, Россия сильная, В мощная. каком американском сегменте вот такой нарратив? В русскоязычном населении в Америке есть такой нарратив. В каком районе, на какой улице они живут. Брайтон-Бич? Армар Шарвон, Чигар. Брайтон-Бич Ашвуй, но там будет такой нарратив существовать. Он, наверное, в этом пузыре живет, и поэтому напитался всеми этими сказками про русские, вероятно, русское Там в оружие. Брайтон-Бич люди, которые даже английский не знают до сих пор. Нет, Люди Алберт, там- иди Да, так, там большой процент населения, который еще в царское время уехал в Америку, то есть несколько поколений уже живут в Америке, но любит Россию и ее политику в Америке. Поколения живут, но все равно еще раз, когда Генетически гомоду и поведение это генетика. Ще генетика цени что царе. Украина напала на Россию. Терем $20. Маршалли $10. Вот непонятно. Танюка, Он цаёл Арбек, маршал цая Уайтак Халват. Он цаёл. Он никогда не был нашим. Да. Он, может быть, Ну, вырос да. среди нас, говорит на нашем языке, но он никогда нашим не был. Иду и деггалдала. И ногчу хулк, и гаски, Ну да, гаски, ты ж $10. И кирир $10, и гаска, и Объясни, да, он $100, Альберт. Он больше Что, русский, нахба? он больше русский, чем сами русские. Иштпол нац, поговорка есть у русских такая. Русские не хотят, чтобы к ним кто-либо приезжал, но и сами не хотят там жить. Живя за границей и находясь в демократической нормальной стране, легко любить Россию. То есть, как бы сдалека. Это он то, шабол, кормить дешмова и Путин, шабель и Кремль. Иш типа моральные ценности сами. И Иштпол нахба чуболшпол, который пророссийский дашпат, который топит за Россию, метафорами ты им ничего не докажешь. Им нужно фактами доказывать. Желательно исторически. И рады, какие факты, когда ты ему фактами говоришь, он тебя берет и перетаскивает на свое лживое поле с лживым нарративом, якобы Украина начала войну, и опять ложью он начал, что якобы где-то смотри, НАТО то есть- попросило украинцев войти их не в НАТО. Мадаци, это не, мы начали Да. опровергать его ложь. Не надо было это Посмотри, делать. встреча Ты же сам Зеленского и говоришь, Харрис это в Польше ложь. напиши. Это не ложь. Эй, Встреча Харрис и Зеленского в Польше напиши. Смотри. Когда президент в Украине стал Порошенко, у них тогда эти разговоры начали, что они должны войти в Европейский Союз. Хотя они даже в Союз не хотели, они хотели экономический блок, хотели с Европейским Союзом. Они даже этому не согласны. Давайте спокойно Сонам подискутируем. берем датцева коралило, давай. Это очень полезно. Мне бы очень... И нарратив, опасный нарратив, они придумали, и не очень, скажем так, успешный такой, его Тильви, потому что он разговаривал именно, что россияне особые права, то есть Россия может кому-то там это границы их нарушать, там это делает Америка, сам беспредел делает, он сам это не замечал, и когда это увидел, он остался курировать от шведа. Дело надо это продолжить, там интересный есть еще момент. Да. Не пугайте его, давайте подискутируем с ним. Спокойно можно разговаривать. У меня один вопрос. Момент, Билгал я хочу, чтобы у нас хронологическая вот такая цепочка была хотя бы у нас. Когда у них Порошенко стал первый раз президентом, у них тогда уже была внутренняя политика, чтобы в Европе экономическим блоком быть. Об НАТО они в то время еще не говорили. Януковича что выкинули? Когда он отказался, Евросоюз. Вопрос не с этим связан. Ему доказывают, что Украина... Я хочу сказать, что Украине политика,
чтобы они были в НАТО, началась с того момента, когда русские захватили Крым. Вот с этого момента уже у них внутренняя политика была направлена в НАТО. Да, да, но тут видите, моральный оправдание, что Руснен и лицо, типа Америка сделали, что дело бахоюл, из-за того, что у нее 6 тысяч этих ядерных боеголовок. Что видишь, что дальше? Им русские все нарративы. Вот иду, ходишь. И у тебя главный этот. Он только что, его слабое место было именно в этом, что он не замечал, что он типа несправедливая Америка, и типа справедливая Русня, которая может другим диктовать свою волю, потому что там она такая-то, такая-то великая. А приезжает момент, он понял, ядерный боеголовок, понимаешь? Да, но любая страна, Швеция, любая страна, Швеция, Южная Корея, Япония, могут в момент эти 5-6 тысяч боеголовок сделать. Но им не дают это сделать именно Америка. То есть Америка, руснявый зад прикрывает ящащу, а они кичатся, что у них боеголовки, они типа могут, а у Советского Союза есть у него, и они там имеют какие-то, кому-то могут запрещать НАТО вступать, кого-то в состав свой насильно включать. И что, Бог ушел, что еще на уровне Америки больше. Не работает это так. Ну, просто Охча Болчанду, чтобы знали хронологию этих событий. Сега НАТО, когда Крым был захвачен русским, вот тогда они начали говорить о НАТО уже. До этого украинцы даже об этом мечтать не смели. То есть тут везде Рашка свои законы везде присваивает. А Шарда Диез, когда у них был Янукович, до него, у них русских нормальные были отношения с украинцами. Янукович, это говорит, экономика Украины была направлена только на российскую экономику. Но когда пришел Порошенко, они начали думать уже переправлять свою экономику на Запад, на Европу. И вот с этого у них с русскими начали проблемы. Началось с этого газопровода, в первую очередь. Потом украинцы начали с Европой заключить договора, потом пошли разговоры вхождения в Евросоюз, даже не в Союз, в Европу его просто не примет, Украину. Они хотели экономический союз с ними иметь, блок какой-то иметь. Но русским это не понравилось. Русские теряют тогда в Украине огромную долю экономики своей, направленную на Украину. И проблем. С этого все началось. Потом решил Путин забрать Крым. И пошло-поехало. Украина напала на Россию. Конечно, Украина напала на Россию. А Цагахтарду, если... Почему тогда Америка вторглась в Ирак, обвинив их в том, что у них есть химическое там оружие и есть какие-то зачатки ядерного оружия, там также там этого, начальника Совета Безопасности американская разведка обманула. Ответить, как маршал сказал, я сильный, я русня, я хочу, что и ворочу. Вот тебе Америка тоже, что хотела, то и воротила. Ситуация я вот на протяжении нескольких лет встречал некоторые русские, еще Волшина, и здесь я тоже встречаю русских. Уже прошло время, уже искусственный интеллект, роботы там, и все такое. Я говорю, у нас идет конструктивный диалог, и вы видите, кто образованные, адекватные люди с хорошим воспитанием. И я говорю, вот вы как бы напали на нашу республику, и там терроризировали, геноцид такое. И, мы разговариваем на уровне интеллектуальной, да, такой дискуссии. И этот человек мне говорит, Америка что же это делала? Понимаешь, вот это понимание, я говорю, а при чем тут Америка? Делали же это вы? Вы что, смотрите, кто-то что-то делает? И потом сравниваете, нам тоже можно. Так вы делаете? Как вы поступаете? Какая у вас логика?
Это синдром моральные величия, нормы. Ютер, с американцем быть наравне. Да, да. Моральные нормы сейчас. Так, пожалуйста, одинаково осуждай и Ирак, и Русню. Либо и ты говоришь, что кто смел, тот и съел. Наши вторжения и оккупации легитимные, а их вторжения и оккупации нелегитимные. Их здесь моральный градус и дал с моральной поверхности. Вообще, зачем ты Америку упрекаешь, что она там это делает или то? Ты сказал, что правила действуют, бандитские правила закона джунглей. Или ты джунгли правишь, или джунгли правишь, вообще терпи, чтобы Америка тебя будет мочить. Причем Тесла, это же я общаюсь, ну, образование, лаской будешь, воспитанный буду с Питера, с Москвы, не какой-то глубинки. И вот если даже они вот так рассуждают, хотя вроде бы должны были четко логическую цепочку построить, да, вот это всех событий, а какие претензии тогда к каким-то деревенским, там, каким-то сельским русским быдлам, алкашам? Ирак, там? о чем им надо было раньше зайти. Когда они Кувейт захватили, нужно было сразу Саддама Хусейна мочить надо было в своем блогере. Они не сделали этого. Еще больше удивляет Нохчи, брат свой, Нохчи. Я лично знаю нескольких человек, которые до сих пор говорят, что мурашки, они, ну, как бы, у них не было выхода другого, только им надо было, короче, вот бомбить Чечню. Говорят, я сырбол, что Нохчи будет. Да, Саддам Хусейн начал себе памятники ставить, это сумасшедший человек. Когда он сам себе начинает памятники ставить, который химическим оружием уничтожал Сан-Юртершен, Топ-Краснераль, целый юрт, да, газовый, химическим оружием убивал людей там. Как курдское население он уничтожил. Сега, момент. Там еще один момент, когда они пытаются себя как бы с Америкой связать. Типа Америка тоже ведь империя. Америка империя, о чем? Они себя стараются поймать на том, что я не могу сейчас говорить, что Америка во всем права, это такой ангел во плоти. Я это не утверждаю. Но Америка не ведет политику империи. Она когда приходит, не забирает у тебя территорию. Нет ни одного факта, чтобы она пришла, забрала территорию, поставила там свою власть. Забирает. Да ладно, опять ты за свое. Поставила свою власть и свои законы на той, куда она пришла. Она имперскими этим политикой не занимается. Если она занимается, то занимается каких-то своих политических интересов, она может поступать неправильно. Здесь я говорю. Но сравнивать с Россией, которая приходит, забирают у тебя территорию, называют ее потом русским территорией, привозят туда русское население, русские законы, видишь, это как бы сравнить воду и огонь. Нельзя сравнивать. Тезисом. Территорию не забирает, и свои законы не приносит. Америка пришла в Ирак, принесла свою демократию, проспонсировала демократическое правительство, которое в итоге казнило, судило Саддама Хусейна. Россия. Саддам Хусейн бьёхами бош. Ирак защищает абсолютно вторжение в Ирак не имеет там отношения, и Америка зря это сделала. Все. Точка. У меня к тебе вопрос, Маршал. Маршал, ты считаешь, что если у тебя есть много ядерных бомб, то ты можешь какие-то особые, то есть кого-то в состав свой включать, не давать Мексике или в Украине базы ставить, то есть из-за того, что у тебя 5 или 6 тысяч ядерных боеголовок. Правильно я понял? Да. Мы живем в таком мире. Я могу ответить, да?
хадис. Право сильного. Этот мир действует по законам силы. У кого сила, тот и прав. Так, к сожалению, устроена мировая политика. Если у тебя нет ни армии, ни государства, ни оружия, ничего, ты ноль, понимаешь? Если ты представляешь самую большую страну в мире, самым большим ядерным арсеналом, у тебя уже другой вес. Хорошо. Давай зафиксируем. То есть наличие ядерных боеголовок автоматически особые права шкуляль. Хабагар делан. Согласен? Это дает тебе силу. И у тебя хорошо. Нет, именно право, что Украина не имела права какие-то базы американские ставить из-за того, что России это не хотелось. Точно так же, как и в Мексике базы нельзя было поставить, потому что Америка этого не хотела. То есть хотел права не право силы, потому что по праву силы Америка по праву силы сразу же может в Русне обломать рога. А просто таки на это потребуется считанные часы, там, пару дней максимум. То есть право силы ты упрекал Америку за нечестность. Двойные стандарты. Но в отношении других каких-то маленьких стран Россия ведет себя нечестно, и даже особые права имеет, может кого-то захватить, свой состав, о каких-то границах говорить. Но им говорит, это все по боку. Тут мы уже поняли, что ты двойной стандарт, и копать там нечего. Я тебе просто говорю, что наличие 5 или 6 тысяч ядерных боеголовок автоматически дает тебе какие-то особые права. И не стоит все. Конечно, это у тебя есть сила. Когда у тебя есть сила, с тобой другие считаются. Конечно. Ты хочешь сказать, что Россия, она такая же, как Латвия? Нет, например, не равны? Соболь, не думай за меня. Ты знаешь, что есть такая страна, как Швеция или Южная Корея? Ты знаешь, как быстро они могут 5000 ядерных боеголовок сделать? Им никто это не даст сделать. Ни американцы, ни подожди, кто им не даст? Кто им не даст это сделать? В первую очередь Америка сама не даст. Потому что они находятся ихними колониями. Ответить на вопрос. Америка не даст. Так Америка тогда позволяет России этот статус занимать. Так? Иначе Россия сошла бы на уровень Швеции и Южной Кореи, так ведь? Ну смотри, Россия... То есть Америка, Южная Корея, Швеция... Я тебе отвечаю. Можно ответить, да? Швеция и Южная Корея являются колониями Америки. А Россия – это суверенное государство. России никто не имеет права указывать. Швеция является колонией, То есть Россия статус ядерной державы. Ты только что сам сказал, что Америка этот статус позволяет ей иметь Любая маленькая там Швейцария могла бы спокойно сделать себе 5000 этих антитехнологизированные страны третьего вот этого первого порядка. А Россия даже не снится. Япония может себе 10 тысяч боеголовок сделать буквально в течение пары лет, и она тогда будет 2 раза больше прав иметь, чем Русня, что ли. А идеология здесь не работает. Оказывается, твой статус этих без штанов держащих Русня, оказывается, Америка поддерживает И мы это только что выяснили. И мы это только что выяснили, что вот этот статус Русня, это ей Америка позволяет. То есть им это нужен слабосильный дохляк, дистрофик, партнер у Европы, известен. И они держат Русню в таком виде. Моментально. Финляндия может запросто, маленькая Финляндия может запросто эти 5000 боеголовок сразу наплодить. Какую проблему у тебя? Нет там никакой проблемы. Вы только что, представь, статус держать пришел страна, ты еще и на нее гавкаешь, получается. Русня не только бандитская страна, она на страну, которая ее вытащила в течение 20 века, трижды спасала, и еще ей статус какой-то
ядерной супердержавы позволяет иметь, чего кричат, говорит Царевич. И она должна Америке базы в Мексике ставить. Это что, за благодарность за это, что ли? А Латвии ничего, маршал. Это вообще-то смахивает на вот это про золотую рыбку сказка есть, когда золотая рыбка, да, там все дала, и в итоге вот это вот русская баба хочет, чтобы золотая рыбка у нее на побегушках была. Да, и чем Можно выше добываешь. ответить можно, нет? Ответить можно, нет? Хайн, отвечайте, Древу, я там что перебивать пожалуйста. вас, выключать видео. Да я знаю, у вас тут демократия, сразу выключаете микрофон. Я не сразу, а когда ты перебиваешь, и вопрос задаешь. Хэшуйся. Хорошо, а видишь, мало сейчас все начнут в унисон тебе говорить. Говорите, если не молчите, шумотамши надо. Маршал, вопрос задать. Я что ли, задавай свой вопрос, жди ответ и не перебивай. Нет, Тесла говорит, сравнивает Финляндию с Россией. Говорит, если Финляндия захочет, если Япония захочет. В мире сейчас после Второй мировой войны установился определенный порядок. Были Советский Союз и Америка. Вот две страны, которые претендовали на то, что они выиграли Вторую мировую войну. И это две страны были самыми влиятельными после Второй мировой войны. У них был мировой раздел, была холодная война. Ты это понимаешь, то есть было два лагеря, социалистический и капиталистический. Россия и, грубо говоря, Советский Союз и Америка. Поэтому ты вот Советский Союз и их военный капитал, и их империю ты не можешь сравнивать там, если Финляндия захочет. Финляндия сама Америка не даст. Эти имеют право, эти не имеют права. Ты как бы определиться должен, ты не можешь на двух стульях усидеть. Советский Союз распался. Советский Союз распался, и права эти потеряли. Леха Ильич, ты про права говоришь. Только что ты начал, мол, типа мы получили по результатам этой Второй мировой войны, кстати, в тот момент Англия еще была сильнее Руси, получили по результатам этой Второй мировой какие-то права. И нас эти права сейчас забирает Бог. Вау. Но одновременно вот эта же Русня никому никакие права не дает. Например, Тувая Яц, которая была государством в 1945 году, Советский Союз просто забрал и включил свой состав. Сейчас там эти то есть права сейчас уж мои, когда ты говоришь, определись как-то. Либо ты про джунгли, тогда Америка имеет законное право ставить Русню раком. Потому что она сильнее. Потому что Русня сама пытается других вот это такое положение Украины в данный момент поставить. То есть и закон джунглей деется, либо права шуется, убирайтесь из честни, али шуйте. Потому что права шуйте, моду аж шуйте. То есть его шуйте смешивать мои. Да, не спор. Лёг, разблокируй. Я к тому, что если Россия не может свои базы у Америки ставить, то Америка у России их тоже ставить не может. Вот и все. Права. Вообще-то, почти что Москва, она якобы. Россия, Путин, весь мир, короче, разбомбите, захватите, Путин, президент мира, и маршал. Путин единственный лидер в Европе, но Россия тоже это часть Европы, континентальная, я имею в виду. Единственный лидер в Европе, который не подчиняется глобалистам западным, поэтому он им мешает.
Ну, и президент, халиф всего, всея мира, вселенной, Дахвет Чорейс, говорит. А мне это не надо. Американский педофил голем бахча hayat. Ой, Россия عمال تطبخ مش Çoğul ştat. Dela, выбор шо, единственное нормально, это Трампа, его муацер, он лырта, вот цахболна, бой, воем Европе, да, вот цахболна, он خزمرش, تم يقيد عبيكشي يحيز بيش قيوم تدا ترامب Çoğul وسقيونا ştat وسواتر işadati. ديك دوق ترامب بوتشا قوتنا وتصعب بيش دعبكشي يحيزوش اتأمي بيكشي يسانكتش مانكتش يهمش خو قيوم تصغر شقل حرب ولا ديك دوق Там социал-домет действительно. وهي يوروبي عشقلر خو تصعبش ما بوش ورتو جيجر ناق دي غنينا غو تانا أولي ميزي وي У меня Ага, Россия не может без войн. Она империя. Россию خبر يسا ترامب وبوتين Свобода. договор يستديش عن يا تقوم يوقع شني دعبير باش اش Jihad دقدور mov يشنتا setsvay. اول شم درف غاز قشن اوكرين شن يوقع تقوم دعبير بو نوخ شبه كي خلا لحتر بو توست اوكرين شحلا بيحكي ناخ Временно, لحتر بو когда يخي دوش говоришь о Трампе, как будто вы кирадол штаны, и там дабы нет, это не в наших силах. Конечно, мы переживаем по поводу своих оккупаций, но это не значит, что Трамп, это, мы вздохнули, там дабы, извини, это может Третью мировую вырасти. ديل انيتم خرباستي ديل انيتم تويا مارشو خرياستيش اتون من اولوس Дел их это уже Дел целое. вообще Дел участвует дешват, нахбу вейда диез, нахбу шадик деш, тадел кучучевен Evet, ватан свобода води. yani тому. Jihad sets молдает. Jihad sets да еще что войска, если... зря, что ли, эти северокорейские муджаhiды приехали, можно? Да, церковь мечта есть. ديلا السيكاتش ات فرنسا ها примеру спорт беженцы бу беженцы не в плане ногчи Франция хлора та зидуя цгетун для французов, потому что можно сказать это то же самое европейцы, как и французы, чеченцы. Но и тем же разные никак дикана инахбат из Франции вообще полный заполнительный Франция может сказать не юка хаше традиции шли лоша не капштик лишь по француз а че тем кожанах Üç ağırlıklar Америки по всей Европе ağırlıkça наоборот ويداي ويوروبي عشتو وين قيئة توخدق إنا أربعت هندو وي примеру инженерия قدول همان وي прогрессирование готарю Европе ويا نوختش دي وهمش готарю и тем самым ويق أستن خدو يتناغن يقعها تويست وينوقتش أستن خدو ويتحويقر تجمع ديكم دالشي сразу новостной дас я жарю чеченец придумал Франция или Германия то-то, то все-то. То есть Вышел يمكن يشون تطلع جايين والي твои репутации عايش намного хуже. То есть нас считают тотальными исламистами. Кварт вечер бяхтан бон французский учитель. А бывший бяхтан бачу. То есть вы положение. Вы первый вагон чахаздон аркушен. Не какой-то там это. Вы дите скорее всего нас выкинут. Мы должны восстановить свою репутацию, мы должны не путем ислама, а путем своих мозгов
ногчи наха дебил мы должны вот своим вот знанием, своими мозгами прогрессировать, из Франции, Америки, чеченец Франции открыл то, чеченец Америки открыл то, больше, ودوزتي что وحاخيش نوع خويا politik güç din güç arka غوكر دات بوس ويا ختابة ودوي لدات ديكش خايت يزويا чтобы دنيانا مسو مخشكحة وتأيو قيتش ودوزيتش أقوينا مخ بقى وين مرش وياقا وين أكل دو وين أشد Мичауэр, دنيانا Ховарек ودوزي он Юшек, Мичауэр, еще позавчера еще надо было вот так мыслить и вот так действовать. К сожалению, Prima, сел духан, Ваятан лечтина ариан солшайна. Мы, когда знакомимся с людьми или хотим бизнес какой-то наладить с людьми, европейцы, нам приходится доказывать сначала то, что вы адмуштуй. Уже видение укцавает. Ираре, дешо ордала нам ничто не нужно доказывать. Они знают все. То есть Google переводчик, чувака. Приман, ты Google работал с французами? переводчик, чуали, чеченский, чечена. Google, а им наплевать, они все в телевизоре сидят. Дукварик, Фриман, Ладуга, они все в телевизоре сидят. Им телевизор все диктует. Каждый сарадат, цаус хуйри болты, асбяки бабалин шайна, что там мобильный домашний не он, до кемпинг шоу царя, что телевизор я царя, бялхает нервишься. Просто все плакать начали. Телевизор новости шумядных хажаешь, душешься. Поверь мне, да, им диктуют, они прекрасно знают. Хаушкиго болой, хаят, особенно вечером, тане, что я вам он вахруш царь 5 я кончил, да, хаушкиго уилой, он прекрасно он танчады куду. Один просто на тане общаться, да, что это душу. إذا كده سواش داون وين تقيت تعني قيس لو شو ما ديش مو سوا مسا قدو شو Демократию хочу. Больше на совестно. Не, вот Фриман, да, вот Фриман, вот ты хорошие вещи говоришь, а вот окружение, Гергер, нахан, юка, хум оля, интересно, град. Ишта оля. Альберт, хотя было что хатташ домовой вела. Незаметно. Но он же себя не ассоциирует, как бы. Нет, главное, Фриман. Давай персональные вопросы. شو دور صحهم على فريمان دقوار أحبط سان доказывают صحهم цеюш боа цеюш духар когда ты с ними начинаешь разговаривать ты видишь когда ты поясняешь милвуду и милш коману хадин худу халдари особенно шадик он страх гуцер бершо а уважение из-за страха я терпеть не могу. Google переводчик чувача не хордон Страх стогал Столовашти спутат волуруахцун ачи войнохчи муахта чеченский язык Allah чубаз бин бу он ачи официально признат бин бу. Я что, о чеченцах и ингушах говорю сейчас? Не ингуши говорю, я просто говорю, что вы голай нохчи цакам дубош. Есть такой пример и его. Вы нохчи два дунину признат бин до и до остаются. Особо он совершенно хейшвас с бошем. Просто бытовой уровень общения YouTube. Особо он когда ты с ними начинаешь знакомиться, ахомилу хайнхуайпя, нохчи у хошадеш бусубду асхал олыркай. Не знаю, олырс 95% бусубду хо оли. Дуй, 5% хар сон боджиш. Сай хал дуйнда дуй. И ты прям видишь страх в их глазах.
уважения из-за страха я терпеть не могу. Я не знаю, может быть, вы от этого кайфуете, чтобы вас из-за страха вас уважали. Ну, поверьте, дух цалят, чтобы уважать. Люди, чего боятся, избавляются от этого всегда. Своей лишь. А кэриш бывает. Я ни разу не видел, чтобы они вообще даже понимали, кто откуда там. 90% не знаю. Dela waya tani agora dit ustocha maswa godu ustokoi. Waya дойштат бог лилам лил из-за своей гордости. Waya дойшташа на ватана агора доказать тагеш лил уштат. Waya дойзу что ас алга так кудуар гайшан. Waya нохтишен на самый главный уша куду хуерар и компьютерные бобы إذا عم بيشا بلوس مسوا وديكش بوغ عم بيشا وديكش جيتر درس دوتك وديكش جيتش ودنيا أنا مسوا ورا تشينيت أتكريل بوغ مسوا وديكش جيتر در ويا авторитетно, ويا популярность ёлшо, ويا авторитетности, то есть ويا уважение к нам إذا حليقتش وينوختش إدينا هردينا ألتش ويحليقتش ويكحا وينا أستباي نيمت أمريكانش إنا باي شويك حبور مبر شوي إشقيتور بر وين غدا ديزي قدك ديزي وديكش Соберденш, وغيت секунду, Друзья, сам я Алитенш. два слова, дальше оправдываюсь. Ираға, 10 секунд всего лишь. Вы одно и то же говорите, Ираға, и ты, и Фриман, вы просто по-разному это говорите. Вот то, что ты сказал, нужно доказывать, что... Друзья, вам законно, что надо, никто тебе не возражает. Я знаю, я говорю просто, я им объясняю. Ираға сказал, что мы нужно доказывать, что мы люди, а не какие-то животные. Ну вот Фриман то же самое говорит, просто это доказывать можно именно, как я уже говорил. Мы не должны доказывать. Мы не должны доказывать. Ты не понял. Мы должны жить. Ты немного успокой. Фриман, ты говоришь про открытие. Я не закончил. Кроме Корана, они еще больше ничего не открывают. Все, я закончил. Погодите. Я и говорю, образование получать, развиваться дальше. Это и будет доказательством того, что мы, имеется в виду, не какие-то отребья, да, тупорылые и так далее. Вот то, что Ирай говорит, это и будет доказательством открытия, учебы, образования и тому подобное во всех сферах. Фриман, я добавлю, оправдываться доказывает собака Харонцу. Он имеет в виду, под доказательством он имеет в виду, что мы своими достижениями, это абсолютно еще позавчера здесь бах, что ты как бы капитан очевидность даже в каком-то смысле. Не, просто не избавок, лежишь, он не пояснит, но просто адам дуй дагай тизо, адам бо куду маха, он хай, он нохчал хилч хафига, адам бо куду хуша руку. Он я что он лечь тина, хошадик, он нохчал шадик, а дагай тичу, шкурха. Он я чехинц недавно, да, в квартирах, вау, видно, тетё. يو كده هنا عدن نركة ترافيك هنا عدن بنوخشي ورق عدوي سامو حديث مش بدوي وقو هنا عدن شجعدوي تاجر يتغير خناشينا وصوني عدن كده نوخشي ألبان شتاء تشيرني إيش تليش بقى كيجو بيعكش دوي حدوي تونسار Ну, это быдло, сам шутка, это был на Европе. Да, последний налом. Худу хайшон делдыш. Например, 90% политик халая дали нахуй, что политикой можно изменить все. Просто خبر دوش شيمنين يوش هردك هردو الخيرش دعليلش حاني هما نيستور داست الخير سونا. То есть, если они хотят сделать что-то, то есть, если они хотят принести что-то, какое-либо благое дело, то есть, они
поспособствовать это делом. То есть, например, программирование. Программирование аня шолтага хаки что амё. Хаки что дикху шолтаго. Ссылку создать. И ссылку создать еще нохчичу, к примеру, бас, ешь, особо шпол бой, сохет, кет, особо. Итнаган дас ежи. Что ты полную цитирую есть доступ или телег данных через базу данных отправляются хакеру. То есть их можно обнародовать через это. Массума дало что. Вахи خبر دوش просто идешь дикхердуал хецун цабахар, ты можешь действовать благодаря не языку, а действиям. С Бога Ну, нохчиша своими действиями, открытиями, и что Европе на шаша одеждича, шаш дастича, дикхердера хецун, то есть Европа не благодаря просто историям, а благодаря делах арнаха пойденабу, аудунабу, стетминабу, ушербонабу, тар ойлайна das делур ту الخيط قسم просто وين مشوا يعقا غدا ну, يكون مجال. И боксеры. Лучшие борцы и боксеры. Фриман, ну мы это сегодня как раз-таки тут обсуждали, как раз-таки, что мы, вот это наше, в кавычках, опять же, движение достигло какого-то потолка, и нужно идти дальше, и дальше нужно иметь в виду в сфере образования и культуры, что-то совершать, что-то производить, что-то делать и образовывать сам народ. Ну, это андийцам дует, так что не слё, это угумадец. Потому что попользоваться хулигомел деклялча какими ты благороднейшими этими качествами, человечностью, чем бы ты ни обладал, поедбаться ты надоедаешь людям, если от тебя нет никакой пользы. Фодзияма, он еврей, дело, что гуштук. Еще духа батыш, 10-15 миллионов и батыш. Ну ты знаешь, как, можно сказать, иудеи повлияли на весь этот мир. Хама, то есть, إيش أصل كسب بلا حودنينا شاش أصل كسب وشعنا هداك دنينا بقولي بل نسقل تاجع ويا عضو ذات وات عضو خلا ذات ويا единственное сам دوس наивный خلدو самый единственный наш минус это наивность ويا تيشم خل ناخدو كي تيشي إشليل ناخدو وعضو Очень, نتسأل очень ذات наивные. ده Ну, очень это наивный خل очень ناخدو наивные. ويا عضو ذاته يفري شلقت قيشاري العضو خلنا ذاته ويجا اتس يفريشكا завоевать елелёла мире доверие и целую штатхой. Он чего уважать, дешь массу махшкаха лишь хамду ودو زادوشا نخشي بوش ليش قندويا مسو أدمي خودني تحت حموخ بات ريو يلا ريو دي جانيرو يلا ودوش андат, он чего массу дози тандой. Не потому, что мы были какими-то плохими людьми. Мы были очень гостеприимными людьми. Вая мулу, что вы нохчалати, вай моста, вай, вай эвен вала. Представляешь, кэч махкан, кэч ашбонагана, вообще дикость ушани. Вай моста, эвеча и моста, эла. توا تتبع تلا ريش ولا دوا دين وي نخشلا точнее. То есть и вие летунума да магитан да твой отла оши энгитан боштел дуой. То есть даже Ну, еврейш это уже ну Фриман. вой нох чуаин набо. То есть вой Ну, нох штилца ушхил наба. это Массу Фриман. аура. Фриман, Что понятно. Идук, Это вот, идет видишь, куча вот дюцек. это... Вой нохчал, ида дезвой, юда дезвой. И дин да дяк. Что это дин видишь, что дяк лумдать холсону.
Печонцо Фудзияма, дивіться, Савош. Ючел, Фриман и Мостот, редакции и так далее, эти вещи, там и так далее, эти вещи, которые в какой-то период времени сыграли против нас. И на ошибка надо учиться, и на не же грабли не наступать. А если ты будешь заниматься врагами, Мостовар, их обслуживанием, то у тебя не останется времени и энергии на себя. Это к слову. Что чавола Ибрахим Ватунги Элласи уже его чаво чавата ценаха хара نوخش شوية ونوخش شوية يحلق شتالها حونا بوصلنا بيزر مبوي الأسلم يحيق شتالها حبوصل باتخلج أحمو يقري الأسلم إذا خاطر диндо и там очень тяжело. То есть мы с тобой должны вернуться к истокам. То есть либо софу дема, либо нохчала бохум не вернуться до вишу, либо христианство вернуться до вишу. Одно из двух. Буквально Не, по погоди, предыдущей теме, сменить буквально по предыдущей теме, да? У меня две хорошие новости. Сначала хорошую. У нас есть программисты, хакеры. Вот такие люди у нас в чеченской среде тоже есть. Я если знаю одну организацию хакерскую, где Вторая можно новость. просто... Вторая новость какая? Да, вторая новость. Когда у хакеров нету стержня своего, ты на палец вот так рубль завернешь, им покажешь, короче, и все, они начинают тебя вот здесь по каналам за тобой бегать, тебе ботов накидывать и гадить полностью. То есть у хакеров от него как от русского сапога тебе примерно абсолютно поебаться, приехала дочь. Ибрахим, Вот такие вот такая вот хорошая и плохая Ибрахим, новость. ديلدا حجوه أصلارم بولشي ششادك فوزيا ما فرانسي شد ديلدا سون شجوه دوق ديشي لارم بوشي ناخدوشو هون شو سنوخشي ناخدو شت مستغدوشي اشتحم الشو اشتحم الير على شو منينيتا سو بقوش واتر على شت مستغلا ليلو يشو شواتسو هون انيس خردات شو مصيري ديل مولهانو نا وستوسو بروست الغير تكودوسو إذا شا إدين داتنا إيمنا هنس حوكاتلردر قصونا إبراهيم هو إيمنا أغنوستيكو لأتيستو لميلوا الخاتة هذا قصون ليزيشنيكو Шум та проблем нет, он ответ дал шайца ханла по теме, что я свистел. Просто, он ответ дал проблем нет, что та будет ситуация все ног чуешь, примерно бусал буксошт. إبراهيم قيتس عبو Проблем. نكشنو İbrahim çok kategoriya asloş. Musulna bizarma bayvayn maq xabaq bu. Вообще одул хабардук анда дүйцөк. Musul цагач окта болшду дүйнөдө. Musul ё Америка, например, что окдеш айгыч что. Или даже Россия musul бьёт Украина там беш. Корейч, что махкар хабакна ласкшын алга бол там беш musul bu. И он дүйчү musul цагач окдаш bu. Америка любой махка там баволаха бусул бнахбат اشتغل خلم Busul versa di tante strategie
هين حبوسو بخلشي تغلشي حطوان بلوش خلشي حورسي اندي حطوان بيش حموك حبوك قربو ماتش أو إسو قنوان قوالا غوالا حجو نصرش ولا شويتوان بينا وتوان بيشي يغو إشتبو وين رسي يغو يشو إناتي ويشو وقدو إلي قولي يشو قد عنا دين كوش لغدات صدون تعدي تيششت قد عجيم رسي يتيش تخنوقع إشتي رسي يتعيست يالها أعمل شو بصوب نعتقى غوش بيتر حاجة وقدو سلاتو Вердинацтиш, но бусолбнах ошту, я что мецу. Hint как раз бусобнах полностью халки ушма бультига, между кшлеш. Войска Исы, алейхиссалам, дуэн, законно тван Сова бигбос. бусол. Шорт духтха уже бусол буч. Да, сейчас Войска Арматы. Иисуса, дух, алейхиссалам. Бусол, да. Что мелко тван бигбохар, значит, двойной сальтошеш, полностью. Сешеш. Атакам ситар, но эти хуюз. Уже такие чат, они не спрашивают, а бусол воевательный. Нет, тебя Крупные, там просто еще один момент, Зламан хочу подчеркнуть, ты хотя там темш баешь, штум даешь валаха, вообще ехал, приман, нормально помял дешло, вистал шло, но если ты думаешь, что ты там темш блин, какой-то джамаачи, سلفيش تنوش سلفيش никогда он يتوما هم يتم الحاجة دوئس там отвоего салафизма вообще отвоего образа было абсолютно ничего не зависит. Ибрахим делdo Когда люди идеи, резук когда помшта люди, беша и мох хабяк делdo аук. когда люди Просто были сея идейные, ёп когда люди были идейные, они полностью шесиношта пош инстан Украинаму буар джалеч. İş taçak koyuyorlar ve karma iş taçak koyuyorlar. Taçак diyorlar. Потом, когда вот эти идеологии, вот это весь мусор пошел, полностью с толку сбитый, улиедо, диезе, хуэн, хуезе, само, хуэн, халифат, диез, ухо, хуэн, эмират, диез, ухо, хуэн, усульнах, диез, ухо, хуэн, каранный сунна, ез, короче. Именно вот такого толка, ухо, вот такого толка, бош. Иш, тигга, галдех, понимаду, еще это. Даже в хаяти там, когда бабьешка на тига та какой-то идеолог швец, но религиозно. Тига нормально. Идея на больше еще, что где захуш, ишь твоя больше. Ишь твоя бьехар, бешка на. Вот и та понимание, та использовать бин, та на селфиш, хагула бин. Церк, та на джихаечте. Вот селфиство, джихаечте бешет, во, со ordinärt Meldung und Salesman in aller руку. Там классический любой салафистуй, so полностью шедовый камень, куда Meldung, короче, шахиду и руку, шед елк салуч. إبراهيم حسن خان وخبيث Худар, вопрос, худар. Да, вопрос, да, ты когда-нибудь разделял идеологию ваххабизма? Конечно, да, разделял. Ахлюс-сунна валь джамаа бор. Ну, Ахлю Сунна валь Джамаа, ишти понимание, до такой степени, просто такой поверхностно мы нашли, например, Зюкоштари, там, Мелбалари, нелогично, сразу отцепить то, что гумнаштат, вот такой гумнаштат, просто религиозно обречет, чем связано до гумнаштат, уж нелогичность, примерно разъяснить.
Нитича. Вот тебя их как бы невозможно было это опровергнуть. Что он даже, ну, когда ты логику дальше применяешь, то полностью баран Аллаха цахуш, когда ты логику дальше применяешь, оказывается, там салафизм можно в пух и прах разнести полностью. Мне тебе самому интересно, да, как ты умудрился вот, одно взять, как бы понять, что это нелогично, в то же время другое, в принципе, то же самое, нелогичное, какой-то период взять за веру и считать, что это якобы истина. Как ты умудрился? А? Сам дюча, сатура, Это, ламу, хет это говорит о том, что человек, значит, вообще не понял даже никакую ни логику, ничего. Он просто считал, все пошли, и я пошел. Все вот так делают, и я делаю. Еще анализ очень просто. Вот эта толпа, я на нее как бы оглядываться, видишь, атмосфера, видишь. Дальше логик применять, есть, И следующий муха, уровень, там, и Альбурач муха, и, короче. да, и муха, ты понял, что сунуть руку в огонь, это типа плохо для тебя, больно, и ты обжигаешься, но в это время сунут в руку в холодную, там, скажем, минус 10, 100, холодную воду руку, это типа еще более пойдет, да и какое-то время ты вот так и был в этом неведении. Ибрама, коронит халия. Мы же после же ваххабизма обычно дальнейшая стадия эволюции идет коранизм. Да, конечно, тоже такое, ну, как бы не поверхностно вот такое. Потому что когда там нелогично уже идет, там, хадиш, 600 тысяч хадиш, и чтобы можно было их собрать. Потом вообще Ахмад бин Хамбаль, миллион хадис слушал, и что сандал, умный, хадича, там они со стыковки идут. Если это можно назвать там коранизмом, я не знаю, может, Ибрам, бада что кисис. обсуждать? Твой кучу, что обсуждать? Ты что, Не, это интересно. просто ты делишься с опытом, как ты пришел к логическому пути. Сам, она когда дохар он шкёчер саашта мысли янчин алде, дег баллата амадатя штак. Хир веларио от своих мыслей. В панику ударился. Ну, что вообще-то, Кир, Матвелла и Дёхар. Бада гучни алчбая. Не, Дёхар, что у нас. Все Матвелла, что и... Но суфийские умные шлючайна. Короче, Дейл Сау, Эльч Сау, Бусов, Бен Саду, Машу Бусов, стоят, шлейтен, из... Так, разные вирчи, ушму, хуйлы, логика, если объяснить, ты что? Да, действительно, если все равны перед Всевышним, как это так? Один вот так прыгает, другой вот так прыгает, третий вот так. А человек цатер, масса цатер ходишь, видишь? Там обряд чуешь, разные там религиозные, там молебны. Цат, короче, нюанс чуешь. И сейчас да, это Илона, лично монахия, показалось. шейдет яндала. Что Вот el шейдет ты его яндала. переключиться, Уия, да? пидораш, блядь, я. Что ты его переключиться, да? Шишный штаб, шпума, ачуля. Что ты его переключиться, да? Как бы уже и квест чуть-чуть дилан. Его потом не осто дүйч дух. Сахне один مذهب شو بنا صحنا هذا الشافعي مذهب دو أحمد بن حنبل مذهب دو مالك هنا مذهب دو يخص بشي رسميات عودي كروش بوصل بنا ديلا تاو إلشا تاو مسو مسانا تاتير دايتين مدو أهو مذهب شويتا
Нюх и сун, и дичь нагват, сос этого, с хаджимуридизма, короче, сорвать кино. Отхоба, стахуна, дуэс бош, свой засмеять, шана, сонис баш, дуэс харшуя. Мух, короче, тайп-тайпан. Мух, вышел день сам, ну и что духуешь, что масса, что туда-сюда. И вот тут меня осенило уже, да? Мапалю, короче. Вот, Адема, вот Не, тебя, мы, короче, как бы шудаки. Тебя как бы что дело, будут ехал. И после этого уже это вообще палма бугором ел. Что тяхили-то пришлось дальше хавать все подряд, мусор. И ситуация не селах сумеречная. Имре, это анекдотер в 90-х годах, и вахабист чё болшайнах. Вахабист чи, это мыри чи дайма олсам махалари, шу шишкдеш, дэй шухнанан бюрдиня, дэй бош, ошит, этуач. Ах, и жиров туш бешвать, царц халатан, вахабисты олсам. Ах, и жирга я першишк ду, даса шаманство, и бош, да, чи хабар дадуалич. Tuhar jirgayach yılsmaniye çuğurdokşdu alo meridu. Oku alo oranca aydu Хайрон, короче, имадина, ша боссо садок, хуман, боссо меже метхуатуры кюкю, галгш бистачил стаса, ха, ала та иц газан шиц ук, да езари хай, ала барца цигды. Цунедай, на, маршал харсандаш бацан, алдерса, и иц германч, ямцвашн, шей Кейнсберг, да езари ушон, иц Курильские острова, Япончин, да езадушон, Китайчин, шей лат, да езарду, Украиншин, шей Крым, Донбасс, да езарю, Гюржешна, шей латныш, да езаду, даже Кавказ, Чатичи, Духна, шей латныш, хайздич, из России, а болотью цукума юсури атшун, да и да хаилшун боса, да. Dela manachta чудощаш арбойл üstер jitschun. Arboi skasknest eliasen. Цельчаш. Само, со арбо сон хаун истин, короче. Ты слушай, я буду тебе вливать в уши свой компот, короче. Будь дураком, ел. Jo, да, действительно, со аудал хилиес, бит аудал хилиес, короче, хакун гладуян, хакун подлиза уйш, короче, хакун мелбол признавать, деш, полюсана да уйш, тана тат улукш куйш, та шейтан улукш куйш, та ише дегем дегаться до инзидиц. Ишт, короче, унижаться до ел, нахда, дел дама нахда, чудо. Представь, где арбови энксун истиняш. Сюгавиен, короче. Ишт. Harada dias, isto možlilo ieza pravi kugis. Ja me iez as duitsar don, короче. Hulilo dias. As bog lil dia. O del da mo dik do hawe en so es huda dias to shmamari. Marshwa ho del a qidi san as huda dias, короче. Jetzt wel om alle om even nog arbo in bo hein istin das. It's arbo en prestadi deel wan gala istin it's arbo is. Царь мой меч аудал хиете. Ишь, да меч убил их. Вай дук вай. Вай царь, ну угодитич, хазариш, лиеш. Ишь, во бюш бук, а ему дох комду, да. Оп, шеша, убот, на вот. Хочу их кандел да манада чудо эльше, эльшта. Та действительно ше, та достойно хумдо эльхич. Бол, ирвел, тилвел, ой, на вот, та бяк бактин.
Царакцяншеш вообще губо. Хода нахда сунбо то хаэлчумнах тиша тяж аудал цахила ялбоа я абаша тиш цахия ялбоа. Тиш вот бар ялбоа. А? Самое что вообще, по сути, шейм противоречит да, типа, если, типа, бусу на 20 ал, то получается Аллах лоханулся, да, типа, сделал ошибку, типа, он же должен был всех мусульманами сделать. Цар уалер то вообще. Цар уалер гуду царацу нахан ольцан. Вот здесь вот я должен проявлять агрессию, короче. А почему, не знаю сам, короче. Ich hudic dabou da. Ataim ach lu ola sразу. Huchok wason bol. Делда, даться больше. Рарчел, да вот, да будет интерес я цервей. Сальш победить по интерес я цервей. Уж мета бехкан, вой цени, талерт бехкан. Вой два глаз церах. Вой веш комо два глаз. Вой дик наглерх ше Дэвис, мацакиет уж вой киет. Селван он абамба хухилаш. Эрам цатесери хочет. Такое, ну, момецо лички чуяджер, ваш алла туебу. Бамба у халати. Прогноз язык, Bamba sjan erçak vesnişon şa erveleri kanoşu da dişen çultya Tesla masu da bagan çultya. Şoy toyzani visnir Türkiye diye şoy çuager padutra. Toyzani ksatsın da kamel dat halat wa onda şedesin da kamel dat sala мы там искали yer milorier way.